Так-то у нас должно быть. Ну, сами себе. Ну, это не говорили, это пленарная команда. Говорили. Говорила, да? А, точно. Ну, здесь как раз. Да, точно. Умница. Хотите, вы будете умницей. Большие молодцы. Чё, только не умница. Почему это лучше молчит? А? Ой, он ничего не ест. Мама говорит, ну как вот мы будем делать, да? Он ничего не ест, путем. Я за это деньги плачу. Давайте я принесу контейнер, и второй обед, если Это он не ко мне, это ничего другой вопрос. Контейнер. А какой контейнер? Они свой контейнер принесли. Нет, ну, извините, ну, тогда через заметку, потому что это уже что-то было такое, как разрешили это? Что, я переименую, да, тогда получается? Нет, все пока заходят. Самому садится. Что, я напишу до детский сад ребенка, Да? Коллеги Мордовия, скажите, пожалуйста, как нас видно, слышно? Да, вас. Ага, Раиса Иннокентьевна, коллеги, доброго времени суток. Раиса... Добрый день, все слышно хорошо и видно всех. Хорошо. Слышимость хорошая. Знаете?
Красненько здесь загорелось. Говорите. Закончили. Здесь загорелось. Говорите. Да, Санабал Циденович, мы вас видим. Ага, доброго времени суток, Алена Владимировна. Добрый день, все Ага. хорошо. Добрый день. Все Здесь, участники. здесь утро. Так, Владимир Сибиржапович сидит. Доброе утро. Ой, добрый день. Мгм. Добрый день, добрый день. Здесь утро. У нас зашла? Так, Владимир. Мария Сергеевна у нас зашла, посмотрите, пожалуйста. Да, слышу. Коллеги, меня слышно, видно? Ой, если можно, чуть Да. похуже. Я сейчас... Вас видно, не могу. слышно. Слышим, Мария Сергеевна, спасибо. Слышно? Слышно, слышно. Слышимость хорошая. Всех слышно, всех видно. Было бы еще лучше, если бы все сняли видео, то есть открыли. Включите, пожалуйста, свои камеры. Да. Давайте познакомимся. У нас в Улан-Удэ принято лицо показывать. И улыбаться. Вот так лучше, когда камеры все включены. Иннокентьевна, очень рада вас видеть. Добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги. Так, еще немножечко подождем, минут 8 еще, да, пока все войдут в конференц-зал. 5 достаточно. Конференц-зал кто-то в YouTube-канале смотрит. Хорошо, ладно. Еще 5 минут. Добрый день, коллеги. Батыр Борисович, добрый день. Добрый Рада вас день, Батыр видеть. Борисович. Ага, добрый день, Батыр Борисович. Очень рады вас видеть. А Елена Арчиловна здесь? Елена Арчиловна. Мария Николаевна с Якутии. Елена Юрьевна, Тамара Владимировна, выступающие. Наши уважаемые коллеги, гости. Коллеги, добрый вечер. Добрый день, вернее, простите. Добрый день. Да. Санабал Циденович, как у вас дела в далекой Мордовии? Хорошо. Вчера было пленарное заседание семинара, сегодня практическое. Я хочу поработать с молодыми, послушать их, а завтра работа конференции будет. Отлично. Какая погода? Но я даже не знаю, но минус сколько-то там снег лежит небольшой. Мгм. Очень гостеприимный, хороший народ, так приветливо. Вчера на экскурсию ходили в музей имени Степана Эрзя, скульптор такой именитый. Батыр Борисович, видимо, не может понять, о чем речь идет. Наш уважаемый Санабал Циденович приходит к Шаранский, Мордовии. Куда ты там подключишь, да? Да-да, я понял. И оттуда управляет нашим фестивалем. Есть? Понятно. С самого утра секционные занятия у нас идут. Я уж 6 или в 5:30 было, проснулся. И вот на телефоне, как говорю, хорошо. Можно общаться и по Зуму, и по телефону. Одновременно. Так, наши спикеры-то зашли все, нет? Батыр Борисович здесь. Я вижу Марию Да, Николаевну. здесь на месте. Ага, Елена Юрьевна и Тамара Владимировна должны подключиться. И не вижу Елену Арчиловну. Русское слово, да? Да. Баирма Сергеевна здесь?
Здесь. Ага. Ага, хорошо. Ну, уважаемые коллеги, можем начать работу, наверное, время по Да, нашему. давайте начнем. Ага. Иркутское время 15:04, в Москве 10 часов утра, 11 час пошел, поэтому я думаю, что все проснулись, все бодрые, все с хорошим настроением, можем начать работу. Ну, давайте. Уважаемые коллеги, добрый день. Мы рады приветствовать вас на традиционном 6-м межрегиональном фестивале педагогических идей и новинок в области дошкольного образования «Дошкольное образование 21 века. Педагогические инициативы, диалог, сотрудничество», которые проводятся с целью выявления и поддержки инновационных форм, методов, средств и технологий образования и воспитания детей дошкольного возраста, выявления, поддержки и поощрения талантливых, творчески работающих педагогов дошкольного образования. Наш фестиваль «Дошкольное образование 21 века» из статуса межрегионального, по сути, переходит в статус всероссийский и даже международный, потому что расширяется география участников. Заявки для участия в работе фестиваля подали коллеги из Иркутской области, Усть-Ордынского округа, Забайкальского края, Хабаровского края, Свердловской, Ивановской, Воронежской, Саратовской, Московской областей, Сколково, Московской области, это город Сколково, Подольск, Видное, город Томск, город Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Удмуртская республика, Чувашская республика, Украина, представитель из города Днепр, Республика Беларусь, город Гомель. Всего участников на нашем фестивале 506 человек, в том числе выступивших с презентацией успешных профессиональных практик на 5 мастерских, которые прошли в первую половину дня, 125 человек. Мы думаем, что сегодня прошел замечательный день, потому что с утра очень творчески, позитивно поработали все наши коллеги. И этот день позволил значительно расширить диапазон профессиональных коммуникаций и взаимного сотрудничества. Фестиваль наш продолжается. Сейчас начинается пленарное заседание, и с удовольствием хотелось бы предоставить слово Баирме Сергеевне Гергеновой, кандидату исторических наук, начальнику отдела науки и высшей школы Министерства образования и науки Республики Бурятия. Пожалуйста, Баирма Сергеевна, приветственное слово. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники 6-го межрегионального фестиваля педагогических идей и новинок «Дошкольное образование 21 века. Педагогические инициативы, диалог, сотрудничество». От лица руководства и от всего Министерства образования и науки Республики Бурятия я сердечно приветствую всех участников, хочу поздравить с началом и пожелать всем нам успешной работы. Дистанционный формат мероприятия позволяет представителям многих регионов стать участниками конференции. И я от всей души приветствую, Раиса сказала о том, что 506 участников участвуют, да, вот, в мероприятии. Это достаточно большое количество из разных субъектов нашей страны. Уважаемые коллеги, все мы знаем о том, что 2021 год в нашей стране проходит под эгидой Года науки и технологий. На федеральном и на региональном уровне приняты соответствующие планы. Есть цели и задачи, к которым стремится как Россия в целом, так и Республика Бурятия в частности. Так, в этом году большой такой победой стала совместная заявка Бурятии и Иркутской области по созданию научно-образовательного центра мирового уровня «Байкал». И я очень рада тому, что педагогическая наука, дошкольное образование также развиваются и не стоят на месте. Актуальность вопросов, обсуждаемых в рамках фестиваля, она очевидна. Как развивалось дошкольное образование в условиях пандемии? Как закрытие отдельной группы детских садов в связи с эпидемиологической ситуацией повлияли на современное детство? Эти вопросы уже второй год подряд они у нас не снимаются с повестки. И в течение 2020-2021 годов, поскольку я представляю отдел науки высшей школы, хочу сказать о том, что вопросы трансформации образования, в том числе высшего образования, они не раз обсуждались на совещаниях у губернатора, на заседании Совета по науке и инновациям, на заседании Совета ректоров. Но сегодня, исходя, внимательно посмотрела программу, да, фестиваля,
Обсуждаются также вопросы цифровизации дошкольного образования. Принятые меры на методической, технической, финансовой поддержке на региональном и федеральном уровне во время пандемии в основном касались, как мне кажется, общего и высшего образования. Возможно, я ошибаюсь, но тем не менее организация дистанционного образования для детей дошкольного возраста отошла на второй план. Залогом качественного дошкольного образования является наличие у ребенка достаточного пространства для развития его индивидуальности и формирования личности. И задача педагога – это уметь поддерживать инициативы ребенка во всех видах его деятельности, будь это игра, общение, познание. И сегодня важна система раннего образования детей. Большое значение имеет то, какие кадры работают с детьми. Понятно, что мир не будет уже прежним, поэтому задача взрослых – создать условия, чтобы жизнь детей в цифровом мире была связана с вхождением в культуру, а не угрожала их развитию. В рамках конференции проходит работа 5 секций, в ходе которых обсуждаются вопросы использования современных образовательных технологий дошкольной образовательной организации, цифровизация дошкольного образования, билингвальная, трилингвальная, развивающая речевая среда, программа воспитания дошкольного детства. Ну и по итогам проведения мероприятия будет издан сборник материалов. Я уверена, что участники фестиваля представят лучшие педагогические наработки. В рамках мероприятия состоится обмен опытом работы. Коллеги поделятся своими достижениями в области детского развития и обучения детей. Желаю всем участникам конференции, прежде всего, конечно, здоровья, плодотворной работы, интересных выступлений, конструктивного диалога, ну и творческих успехов в дальнейшей профессиональной деятельности. Спасибо, Ирма Сергеевна. Слово предоставляется Цыренову Владимиру Цыбикжаповичу, доктору педагогических наук, ректору Бурятского республиканского института образовательной политики. Пожалуйста, Владимир Цыбикжапович. Спасибо большое, Раиса Иннокентьевна. Добрый день, уважаемые участники 6-го межрегионального фестиваля педагогических идей и новинок в области дошкольного образования. Уважаемые коллеги, мы рады приветствовать вас на нашем мероприятии и считаем, что вот это событие, которое происходит сегодня, говорит о том, что сегодня уровень дошкольного образования является очень значимым фактором развития системы в целом общего образования. Мы рады то, что на наше приглашение отозвались такое количество субъектов России, педагогов, коллег наших, даже из ближнего зарубежья, 2 славянских республик, это Республики Беларусь, Республики Украина, и это очень отрадно. И вот анализ динамики, количества участников, его качество состава показывает, что динамика, она позитивная, положительная. И если первые фестивали, они носили региональный характер, межрегиональный, извините, да, то сегодня мы говорим, что развитие нашего фестиваля приводит к мысли, что по факту мы сегодня имеем статус всероссийского фестиваля педагогических инноваций. Так вот, я хочу что сказать, что наш институт проводит огромное количество, инициирует проведение различного количества мероприятий, конференций, образовательных событий, касаемых разных уровней образования. Но это мероприятие для меня очень важно, потому что с этого уровня образования начинается развитие и становление человека. И я думаю, что это очень символично и важно. И хотел бы вот в связи с этим поблагодарить и выразить благодарность всем тем, кто отозвался на наше приглашение, но и в первую очередь я хотел бы выразить благодарность моим коллегам, сотрудникам кафедры педагогики и психологии детства нашего института за инициативу и организацию вот, проведения большой организационной работы по проведению этого фестиваля. Заведующий кафедрой Санубал Сергей Садному, доктор педагогических наук, профессор, заведующий этой кафедрой. Я благодарю наших спикеров пленарного заседания и всех, кто принимал утром до обеда в нашей работе, наших педагогических мастерских, их было 5. И очень рад, что я в наших мероприятиях впервые, по-моему, на моей памяти принимает участие наш коллега Батыр Борисович Егоров, наш калмыцкий друг, представляющий институт, научно-исследовательский институт дошкольного образования и воспитателей России. Поэтому я думаю и полагаю, что очередной наш фестиваль своим пленарным сегодняшним заседанием завершит нашу хорошую работу, мы завершим ее на достойном уровне, и от имени всего нашего коллектива, сотрудников, преподавателей Института образовательной политики
Республики Бурятия. Хочу пожелать вам творческих достижений. И хотел бы, чтобы мы все сегодня завершили день удовлетворенными от той профессиональной работы, которую мы сегодня провели. Всем здоровья, уважаемые коллеги. Спасибо большое. Спасибо, Владимир Цигизатович. Слово предоставляется Славнумову Санамбалу Циденовичу, доктору педагогических наук, профессору, заведующему кафедрой педагогики и психологии детства Бурятского республиканского института образовательной политики. Пожалуйста, Санамбал Циденович. Спасибо, спасибо, Раиса Иннокентьевна. Удре Амраминда Ирхимкунду Тамане на фестивале Дахавадахшат. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я очень рад всех приветствовать с гостеприимной Мордовской земли. Дело в том, что я сейчас нахожусь в Саранске, это Республика Мордовия, принимаю участие в работе Всероссийской конференции по проблемам родных языков народов Российской Федерации. 2 дня идет семинар, сегодня практический день, завтра будет конференция. Мы наш фестиваль уже, как было сказано здесь, объявили как межрегиональный, но жизнь определил наш фестиваль как уже с международным участием. Это, конечно же, очень хорошо. Я благодарю всех участников фестиваля, особенно коллег с других регионов. Судя по географии участников фестиваля, вопросы дошкольного образования актуальны. Дошкольное образование особенно актуализировался вот с принятием стандарта или работы в условиях в ГОСа дошкольного образования. Дошкольное детство – важный период развития человека. Будущее этого человека зависит от того, кто поведет его за руку по миру детства, кто сформирует жизненно важные умения. Поэтому роль педагога дошкольного образования в жизни ребенка очень велика. Сегодня на секционных заседаниях обсудили очень актуальные вопросы, поделились идеями, мыслями, рассказали свой опыт, показали свой опыт. Я думаю, что наш фестиваль обогатил ваш опыт, у вас появились новые идеи, новые мысли. Особо хочу поблагодарить своих коллег, которые согласились поделиться своим опытом, выступить на пленарном заседании. Горячо и сердечно приветствую, Владимир Севжач уже сказал, наших коллег, москвичей, которые согласились. Очень мы рады видеть Батра Борисовича, очень рады видеть Марию Николаевну с города Якутска. Но я думаю, остальные тоже, Елена Анатольевна, Арчиловна, Самара, наверное, все уже присоединились. Хочу всем пожелать здоровья, коллеги, это самое главное. Берегите себя, своих родных. И, воспользовавшись случаем, хочу пригласить всех на нашу конференцию, всероссийскую конференцию с международным участием, тоже по проблемам дошкольного и уже еще начального образования. Спасибо, коллеги. Я хочу поблагодарить своих кафедральцев, преподавателей. Я очень горжусь вами. Молодцы, большое спасибо. Очень хорошо с утра провели уже секционные мероприятия. Всем здоровья, коллеги. Большое спасибо. Спасибо, Санамал Циденович, за хорошие слова. Дошкольное сообщество Республики Бурятия очень хорошо знает труды Батра Борисовича, нашего коллегу с Москвы. Труды, которые посвящены здоровью, здоровому образу жизни, здоровому ребенку. Поэтому с большим удовольствием хотим предоставить слово Егорову Батру Борисовичу, кандидату педагогических наук, заместителю председателя Совета Всероссийской общественной организации воспитателей России, директору научно-исследовательского института дошкольного образования воспитателей России, город Москва. Тема выступления «Воспитаем здорового ребенка». Пожалуйста, Батр Борисович. Здравствуйте, дорогие друзья. Я с огромным удовольствием принял приглашение, принять участие именно от вас, приглашение братского бурятского народа.
С огромным удовольствием всегда бываю в Бурятии и с огромным удовольствием смотрю за той работой, которая проходит в Бурятии. Мое выступление будет посвящено проекту «Воспитаем здорового ребенка», который проводит наша организация «Воспитатели России». Я попробую включить презентацию. Да? Итак, во-первых, разрешите поприветствовать всех вас от имени руководителя Всероссийской общественной организации «Воспитатели России», депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Тутовой Ларисы Николаевны. Лариса Николаевна передала самые добрые слова, самые добрые пожелания в ваш адрес, пожеланиями творческих успехов в вашем труде. Проект, который реализует Всероссийская общественная организация «Воспитатели России», он реализуется у нас вот уже на протяжении 1,5 лет. В декабре этого года будут подводиться итоги этого проекта. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Во всех мероприятиях, которые провели Всероссийская общественная организация «Воспитатели России», приняло участие более 400 тысяч педагогов дошкольного образования. Ну, вообще, в системе дошкольного образования нашей страны на сегодняшний день работает порядка 670 тысяч. То есть, да, ну, каждый второй точно принимал участие в наших мероприятиях. Это хороший показатель. Мы на сегодняшний день, основная задача нашей организации – это профессиональная поддержка педагогов. Я считаю, что вот то большое количество участников, принимавших в наших мероприятиях, это как раз показатель того, что мы эту задачу решаем. Какие мероприятия прошли в рамках нашего проекта? Ну, во-первых, традиционно это Всероссийский форум «Воспитатели России». В рамках этого проекта этот форум называется «Воспитаем здорового ребенка». И проводя его в разных регионах, он назывался по-разному. Это Всероссийский форум «Воспитаем здорового ребенка» Поволжье, «Воспитаем здорового ребенка» Ярославия. В октябре в рамках МСО мы провели «Воспитаем здорового ребенка. Цифровая эпоха». И 17 декабря я приглашаю всех дошкольных работников принять участие 17 декабря в нашем форуме, который мы будем проводить в Москве. Это будет онлайн-форум. Это будет финальный форум «Воспитаем здорового ребенка», на котором мы, во-первых, наградим всех победителей профессионального конкурса «Воспитатели России», подведем итоги всех наших мероприятий. Ну и будут интересные моменты, о которых, я надеюсь, мы обязательно расскажем. Авторитет организации растет, и в этом году о своем желании принимать участие в наших мероприятиях заявила известная певица Ани Лорак. И 17 декабря Ани Лорак будет принимать участие в нашем форуме как специальный гость и будет награждать победителей нашего конкурса, музыкальных руководителей детских садов. Так что приглашаю, будет интересно. Какие еще мероприятия шли в рамках нашего проекта? Это навигатор воспитателя. Что это такое? Это навигатор, в котором педагоги могут размещать информацию о проводимых мероприятиях, которые проходят в разных регионах. С помощью этого навигатора мы даем возможность педагогам преодолеть профессиональную замкнутость. К сожалению большому, на сегодняшний день педагог, дошкольник, воспитатель детского сада замкнут в одном пространстве, который замкнут в своем регионе.
в своем муниципалитете. Зачастую педагоги даже не знают, что происходит в соседнем муниципалитете. Поэтому вот такая возможность разместить информацию о проводимых мероприятиях и дать возможность педагогам из других регионов принять в этом участие у нас осуществляется через навигатор воспитателя. Всероссийский прием родителям по вопросам дошкольного образования. В этом году он прошел в День дошкольного работника 27 сентября. В Дне дошкольного работника принимают участие представители законодательных собраний, парламентов региональных, депутаты муниципальные, представители органов управления образования. Всего в этом дне приняло участие порядка 1500 родителей. В приеме принимало участие 375 представителей власти. Это позволило решить вопросы, с которыми пришли родители, прямо в этот день. Порядка 90% вопросов были решены. Пока я говорил, я надеюсь, что вы пробежались, посмотрели, какие вопросы задают и волнуют на сегодня родителей. Это вопрос, связанный с ремонтом, с доступностью групп для детей до 3 лет. Это оплата пребывания в детском саду, это медицинское сопровождение, это работа персонала детского сада, организация питания и различные формы. Я, когда рассказываю о всероссийском приеме родителей по вопросам дошкольного образования, я всегда обращаюсь к педагогам, дошкольникам и говорю о том, что организовывайте своих родителей, пусть родители приходят на этот прием, пусть говорят, обязательно говорят о тех проблемах, которые на сегодня существуют. Региональная власть, на чьей ответственности лежит вопрос развития дошкольного образования, должна знать о тех проблемах, которые существуют. Этот день дает возможность увидеть и услышать, какие проблемы на сегодняшний день существуют. И это уже 5-й день, который мы проводим. Результаты очень хорошие. И с каждым разом увеличивается количество благодарственных слов родителей в адрес педагогов дошкольного образования. То есть если поначалу это были единицы, то сейчас это очень большое количество. Проведение общественной экспертизы региональных авторских программ дошкольного образования. Было запланировано, что мы примем порядка 50 программ. Сейчас заканчивается экспертиза этих программ. От каждого федерального округа мы планировали по 5 авторских программ. Каждую программу проводила экспертизу 3 эксперта, и мы планируем, что в ближайшее время по окончании экспертизы будет проведена консультация. То есть мы сделаем это в открытом эфире, поэтому следите за нашими новостями. Мы соберем всех авторов программ, те, кто принимали участие. Мы пригласим экспертов, которые проводили экспертизу, и они расскажут о том, как проходила экспертиза, какие основные ошибки, какие основные проблемы встречаются в разработке авторских программ дошкольного образования. Всероссийская выставка лучших практик. Была проведена экспертиза не менее 160 практик, по факту их гораздо больше оказалось. Мы планировали, мы предложили каждому региону представить по 2 лучшие практики в дошкольном образовании. Подведены итоги, открывать секреты не могу, все итоги будут озвучены 17 декабря, но на сегодняшний день будут 3 победителя и 3 лучшие практики будут награждены в разных номинациях. Разработка 12 методических рекомендаций. Напомню, что на сайте Воспитателей России есть раздел, который называется «Библиотека». В этом разделе уже размещены методические рекомендации, которые разработаны были при поддержке Всероссийской общественной организации воспитателей России. Сейчас в декабре по итогу проекта «Воспитаем здорового ребенка» выйдут еще новых 12 методических рекомендаций. Эти рекомендации проходили апробацию в рамках инновационных площадок. Всего 12 площадок, 12 методических рекомендаций и более 1000 детских садов по всей стране. В новом проекте продолжится работа инновационных площадок.
Список площадок будет расширен, изъявили желание ведущие специалисты в дошкольном образовании открыть свои инновационные площадки. Поэтому список инновационных площадок будет расширен, и мы дадим возможность в январе присоединиться к детским садам, подключиться к инновационным площадкам федерального уровня, тем детским садам, которые подключатся уже к действующим площадкам, и подключиться к новым инновационным площадкам. На сегодняшний день их 12. Я сказал, что будет награждение Всероссийского конкурса воспитателей России. В прошлом году в этом конкурсе приняло участие порядка 12 тысяч участников. В этом году количество выросло, у нас 14 тысяч участников. Сколько будет победителей, сколько будет финалистов, раскрывать тоже не могу. Все цифры будем называть 17 декабря. Перед вами цифры прошлого года. 12 вебинаров, которые мы провели, записали. Эти вебинары размещены на YouTube-канале «Воспитатели России». На сайте «Воспитатели России» вы все еще можете зарегистрироваться на просмотр этих вебинаров. То есть вы регистрируетесь на сайте, смотрите бесплатно 12 вебинаров и по окончанию получаете сертификат о том, что вы прослушали 12 вебинаров по актуальным проблемам дошкольного образования. Только за первую половину 2021 года больше, почти до 700 просмотров вышло. Количество подписчиков на YouTube-канале у нас выросло уже до 100 тысяч. Это хороший показатель. Всероссийский фестиваль «Умка», который мы провели, было запланировано, что примут участие у нас 10 регионов, приняло участие 29 регионов. Мы планировали, что примет участие порядка 2000 детей. Приняло участие более 5000. Главная идея этого фестиваля была в том, что в фестивале принимает участие вся группа детского сада. То, о чем я все время пытаюсь говорить. Что тот подход, который реализуется на сегодня, когда мы там, не знаю, на Лыжню России готовим команду от детского сада из 5 детей, и эти 5 готовятся и потом выступают, это неправильный подход. Нельзя детей дошкольного возраста делить. Они придут в школу, их там уже разделят. Ты умнее, ты не умнее, у тебя хорошая одежда, у тебя не очень хорошая, у тебя дорогой телефон, у тебя недорогой. Дети дошкольного возраста, они хорошие и классные изначально. Они все хотят участвовать. И если мы организовываем праздник, если мы организовываем соревнования, то в этом соревновании должны принимать все, а не только те, как сейчас появился новый модный термин, физически одаренные дети. Вот. Не только физически одаренные дети участвуют, а участвуют все. Поэтому фестиваль был придуман так, чтобы принимали участие даже те, кто не умеет прыгать и бегать. Есть творческий конкурс, в котором можно рисовать, петь, танцевать, пожалуйста. Вот мы подведем эти итоги 17 декабря и наградим лучшие команды. Экспертный совет, не рассказывая об этом, это на сегодняшний день самый большой экспертный совет у нас в стране по дошкольному образованию, самый большой по количеству, порядка 240 педагогов в практиках, порядка 65 педагогов высшей школы, научные сотрудники, доктора и кандидаты наук. Буквально в ближайшее время мы открываем новую секцию профессионального образования, куда вошли представители 24 педагогических вузов, в которых идет подготовка по программам дошкольного образования. Мы ввели знак качества «Одобрено воспитатели России». Мы на первых наших форумах провели уже награждение. Наградили 1 игру и 3 программы знаком качества «Одобрено воспитатели России». Это вот то, о чем я все время говорю, что, к сожалению большому, вектор развития дошкольного образования на сегодняшний день определяют не специалисты, а определяют либо издательства, либо производители игр и игрушек. И это неправильно.
Поэтому такой знак необходим, нужен для того, чтобы воспитатели, педагоги видели и знали, что это хорошего качества продукт. Про Национальный исследовательский институт дошкольного образования не рассказываю. Мы реализуем как научно-исследовательскую, так и образовательную деятельность. У нас работает интернет-журнал «Воспитатели России». Мы есть в соцсетях, подписывайтесь на наш YouTube-канал «Воспитатели России», присоединяйтесь к нам ВКонтакте, присоединяйтесь к нам в Фейсбуке. Мы размещаем наши новости. Это можно найти, все новости нашей организации можно найти на сайте. Присоединяйтесь, мы готовы к сотрудничеству, и я надеюсь, что в новом проекте, в инновационных площадках примут участие и детские сады Бурятии. Спасибо огромное. Я закончил, извините, что перебрал время. Раиса Иннокентьевна, вас не слышно. Спасибо, Батыр Борисович. Очень интересное сообщение. Одним из основных принципов федерального стандарта, который мы приняли в 2013 году, является принцип многообразия детства, который реализуется в условиях вариативности программ и современных образовательных технологий, обеспечивающих качество дошкольного образования. С удовольствием предоставляем слово Каралашвили Елене Арчиловне, кандидату биологических наук, доценту, почетному работнику общего образования РФ, заместителю руководителя Центра дошкольного образования издательства «Русское слово», город Москва. Выступление звучит таким образом: поддержка разнообразия детства в условиях реализации парциальных программ. Пожалуйста, Елена Арчиловна. Елена Арчиловна, нет? Так. Тогда мы пропустим Елену Арчиловну, надеемся, что она у нас подключится. И хотели бы предоставить слово Пономаревой Соловей Елене Юрьевне, кандидату, Слепцовой Марии Николаевне, доценту кафедры дошкольного образования Института развития образования и повышения квалификации имени Семена Николаевича Донского, город Якутск, Республика Саха-Якутия, сочинять новые или вспоминать старые. Конкурсное движение как фактор диссеминации педагогического опыта и успешных практик, направленных на рост профессионального мастерства, утверждение приоритетов детства. Мария Николаевна, вам слово. Коллеги, добрый день. Я очень рада вас приветствовать. Мы с вами очень хорошо общаемся. Республика Бурятия, наши побратимы, наши очень активные соратники и коллеги. Очень рада, что пригласили. Сегодня я бы хотела тему свою немножко так, чуть, скажем так, объяснить, почему же тема «Сочинять новое или вспоминать старое». Я бы хотела затронуть конкурсное движение и на примере нашего республиканского конкурса для мужчин, педагогов, которые работают в детских садах. Ну, казалось бы, интересно, а усатые няни, оказывается, присутствуют и есть на самом деле. Позвольте, я свою презентацию открою и поделюсь с вами своим опытом. Итак, значит, республиканский форум, он так и звучит у нас, педагоги мужчин, а вначале просто такая маленькая подоплека. Конечно, удивительно, что феномен профессиональных конкурсов, он оспорим, и, скажем, никому не секрет, что действительно повышение квалификации, повышение и поддержка талантливых педагогов, безусловно, без конкурсного движения, но не может быть, да, в полном праве. Значит, поэтому, конечно, рада тому, что конкурсное движение и у вас в республике, и у нас в республике, тому пример конкурс «Воспитатели России», конкурс «Воспитатель года», да, в принципе, да, все это традиционные конкурсы «Учитель года». Я бы хотела вот затронуть конкурс такой немножко, скажем, неординарный, и думаю, что в конце нашего общения мы с вами найдем точки соприкосновения, возможно, с нами выйдет на контакт те
значит, организации, те регионы, у которых уже есть опыт общения такого конкурсного движения на примере педагогов мужчин, которые работают в школах, которые работают в детских садах. Вот забегая вперед, я бы хотела сказать, что помимо конкурсного движения форума мужчин, у нас в рамках этого форума мужчин проводится конкурс «Я педагог», в котором ежегодно педагоги, дошкольники могут себя попробовать свои силы, и затем уже, когда будет постконкурсный какой-то этап, они будут успешно, скажем так, диссимилировать свой педагогический опыт и, значит, показывать и пример своим, да, мужским опытом таким, да, хорошим позывом для того, чтобы в дальнейшем другие педагоги-мужчины также активно участвовали в этих конкурсах. Так он и звучит «Я педагог». И, конечно, скажем, программа учитывается, ну, скажем, учитывает и различные модели профессионального конкурса. И помимо того, что у нас педагоги-мужчины участвуют в этом конкурсе, проводят мастер-классы, показывают педагогическое мероприятие с детьми. Помимо этого, также педмастерские свои, да, помимо этого, они постконкурсный период проводят также, значит, педагогические, скажем так, педдесанты, да, скажем так. И, казалось бы, ну, наверное, зачем мужчина должен быть в детском саду, тоже двоякое такое мнение у людей бывает, да, но тем не менее, вот эффект от этих конкурсов в том, что они могут участвовать наравне со всеми победителями наших районов, улусов, да, называются у нас районы, улусы, в республиканском конкурсе «Воспитатель года», а потом в дальнейшем и в других уже всероссийских конкурсах. И я тому пример могу привести абсолютного победителя конкурса «Воспитатель года России» Аркадия Дмитриевича Афонского, который, скажем, родился в стенах вот именно форума мужчин, а в конкурсе «Я педагог» он оттачивал свое мастерство, а потом в 2012 году стал абсолютным победителем всероссийского конкурса. Конечно, это такой большой стимул для мужчин в дальнейшем. А все начиналось в свое время с того, что в значит, в сельской местности мужчины сложно было, скажем так, найти какой-то момент общения, и педагоги-мужчины шли, значит, на обучение и, значит, в ситуацию детского сада постепенно входили. Вот постепенно вот такое сообщество с 2012 года, оно у нас открыто, и чудесные наши мужчины. А сейчас вот на данный момент, на сегодняшний день у нас в республике 120 человек мужчин, педагогов в детском саду. Это не только инструктора по физической культуре, это не только инструктора по плаванию, это и воспитатели, и педагоги доп. Образовательной системы, 7, если не ошибаюсь, заведующих детских садов, частные детские сады заведующие присутствуют также. И ежегодно, каждый год они вот под своим прекрасным эгидой своего флага, эмблему придумали тоже сами, самостоятельно. Есть у нас гимн нашего форума мужчин, и ежегодно вот они принимают участие. Удивительно активный, очень активный и такой позитивный коллектив. Что касается постконкурсного движения, я бы сказала, что вот одни из самых, наверное, активных, да, участников нашего проекта с 2018 года, это поддержка семей, имеющих детей, сейчас это проект «Современная школа». Наши педагоги-мужчины, они являются у нас активными консультантами, активными педагогами нашего республиканского сетевого центра этого проекта по проведению консультаций, по проведению психолого-педагогической работы с родителями детей и раннего детства, и с детьми до 7 лет.
Поэтому очень рада, что такой абсолютно разный контингент педагогов мужчин, да, также очень бережно, очень трогательно относится к ситуации дошкольного детства. Ну, средний возраст у нас мужчин – это примерно 34-40 лет. Самому юному нашему участнику, он у нас победитель, значит, республиканского конкурса, он в 2020 году стал номинантом всероссийского конкурса «Воспитатель года» 2020. Значит, это Артамонов Александр Юрьевич, ему 24 года, а самому стажисту нашему, да, ему 65 лет. Общий стаж, значит, наши мужчины посчитали, это 248 лет, оказывается. Ну и, конечно, помимо того, что после конкурса педагоги помогают и своими педагогическими находками, лайфхаками, проведением мастерских, они также помогают и детским садам по благоустройству, то есть мужской помощью также помогают каждому детскому саду, в рамках которого проходит конкурс «Я педагог» форума мужчин. Вот таким вот образом. Я бы хотела, чтобы вы зафиксировали для себя ссылочку на наш республиканский сетевой центр. При нашем институте наша кафедра ведет консультации родителей, и было бы очень хорошо, если бы вы, скажем так, в ответ, да, скажем, дали свою какую-то оценку, да, и, возможно, наладили какой-то контакт с нами, да, по сотрудничеству. Очень разные, очень активные, очень позитивные педагоги республики, педагоги-мужчины приветствуют сейчас с экрана в Республику Бурятия, все регионы, которые участвуют в вашей конференции. Вот таким вот образом, кратко, и, конечно, да, могу сказать, оказывается, вот конкурсное движение, конечно, способствует мощнейшей диссимиляции действительно педагогического опыта педагогов-мужчин. И в сотый раз, наверное, скажу, да, действительно, мы сочиняем новое на основе чего-то старого, то, что когда-то было заложено у нас. И я очень рада, что вообще конкурсные, да, конкурсы любого характера касаемо школьников, дошкольников с каждым годом становится их все больше. Они дают возможности для активного роста, да, педагогического каждого из педагогов. И, конечно, я этому очень рада. Сама являюсь, скажем так, выходцем из этого такого конкурсного движения. Вот таким вот образом, коллеги. Угу. На этом я, скажем так, свою краткую такую речь закончила. Возможно, у кого-то есть вопросы. Спасибо за внимание. Спасибо, Мария Николаевна. Коллеги, есть вопросы? Вопросов нет. Еще раз спасибо. Ну вот несколько лет тому назад ваша большая команда под руководством Ольги Иннокентьевны приезжала к нам в институт. В рамках стажировочной площадки мы их так принимали, и дошкольное сообщество было очень радо их видеть. Потом, года 2-3 тому назад приезжала тоже ваша команда с вашими мужчинами-конкурсантами. Они проводили мастер-классы в наших дошкольных организациях, поэтому, конечно, знаем. И было очень интересно. Я думаю, что мы будем сотрудничать, взаимодействовать. Поскольку у нас спасибо, искренне на это рассчитываю, надеюсь. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Николаевна. Проект «Пиктомир», он, конечно, известен в Бурятии. Более того, дошкольные организации активно интересуются и внедряют цифровую образовательную среду «Пиктомир». Пономарева Соловей Елена Юрьевна как раз вот об этом будет говорить. Я приглашаю к выступлению Пономареву Соловей Елену Юрьевну, кандидата исторических наук, директора Института образовательных технологий, эксперта, воспитателя России, куратора сетевых инновационных площадок, научно-исследовательского института системных исследований Российской академии наук, город Самара. Тема звучит таким образом: современное дошкольное детство в условиях глобальной цифровизации, внедрение цифровой образовательной среды «Пиктомир». Пожалуйста, Елена Юрьевна. Уважаемые коллеги, я всех приветствую. Раиса Иннокентьевна, благодарю вас за
слово. Но хотелось бы мне сначала сделать вступление перед докладом. Знаете, самые теплые пожелания всем представителям Республики Бурятия и низкий поклон тем, кто принимает участие в столь сложном проекте. Мы с вами понимаем, что цифра в дошкольном детстве – это, ну, скажем, с одной стороны такой вопрос, да, а с другой стороны мы понимаем, что это необходимость. Поэтому я от себя благодарю. Если у кого-то появятся вопросы после выступления, я готова буду подключиться. А сейчас, пожалуйста, прошу включить видеозапись. Так, наши коллеги работают. Мгм. Звука нет. Сейчас звук тогда прогрузится. Погодите немножечко. Сейчас еще раз. Хорошо, хорошо. Я перезагружу. Просто видео пошло, звуку нужно время, чтобы подгрузиться. Добрый день, уважаемые. Сейчас слышно? Да, слышно, слышно. Аида Владимировна. Межрегионального фестиваля педагогических. Зависает немножко. Видео идет, звука нет. Аюна Владимировна. Меня зовут. Да, Раиса Иннокентьевна. Звука не было. Вообще не было? Не было. Остальные коллеги, скажите, пожалуйста, вообще не было, ни разу слышно? Вы же сказали, что звук пошел. Нет, вот он опять исчез. А? Он исчез. Звук исчез. У всех или только у вас? Коллеги остальные, скажите, пожалуйста. Нет, у нас тоже нет звука. Не зависает. Не было звука. Еще раз. Хорошо. Добрый день, уважаемые. Сейчас слышно? Да, сейчас слышно. Да, да, слышно. Регионального фестиваля. Опять звук исчез. Он зависает, может быть. Звук Пусть исчез Елена опять. Юрьевна вживую выступает. Не слышно, да? Но это скорость. Я не знаю, что это живой, это пипец будет. И хоть материал надо вспомнить, про что там было. Если я запущу ролик, вы можете комментировать его? Уважаемые коллеги, меня зовут Соловей Елена. Слышно? Я кандидат исторических наук. Вот сейчас вроде слышно, потом уходит звук опять. Слышно. Региональный координатор сетевых инновационных. Да звук пошел, а видео я не вижу. Исчезает звук. Сейчас. Уважаемые коллеги, я предлагаю воспользоваться вашим советом, и я прокомментирую все видеокадры. Давайте так сделаем, да, чтобы нам не заставлять ждать всех коллег. Меня слышно? Да, слышно вас. Давайте, да, я прокомментирую абсолютно все файлы. Знаете, сегодня тоже много участвую, выступаю и считаю, что самым удобным способом это отправить видео, и это видео сработает, и все получится. Но я думаю, ничего страшного. Так, давайте тогда с самого начала, когда у нас начинает трансляция. Отлично. Не могу сказать, как синхронно буду в кадре идти, но очень постараюсь. Ну что, уважаемые коллеги,
Сейчас я вам буду рассказывать про апробацию и внедрение цифровой образовательной среды, Пиктомир среди дошкольников и учеников начальной школы. Ни для кого сегодня не секрет о том, что мы с вами находимся в цифре, и эта цифра нас окружает, начиная с прошлого столетия. И до того, как мы с вами оказались в ситуации пандемии, мы, наверное, не придавали значения этому техническому прогрессу. Уважаемые коллеги, такая тишина. Вы мне скажите, пожалуйста, вы меня слышите сейчас? Да, мы вас слышим. Очень хорошо отлично, слышно. Да, благодарю вас, да. Мы не придавали значения тому, что мы находимся в большом цифровом прогрессе, и что то, что нас сегодня окружает, я немножко вот вперед говорю, сейчас вот следующий слайд будет, и это будет соответствовать моему тексту. И все, что нас сегодня окружает, мы... скажем так, к этому относились, наверное, обывательски. А сегодня, когда в систему образования, и тому свидетельство, это наши с вами конференции, взаимодействие онлайн, мы стали понимать, что действительно цифра входит в нашу жизнь, и сегодня те планы, которые стоят в государстве, это массовая, да, вот цифровизация многих процессов, портал госуслуг, Сбербанк, да, то есть все, что происходит, мы уже понимаем, что действительно мы находимся в цифре. А дабы мы, представители образовательного сообщества, понимая, что мы находимся среди цифры, мы задаемся вопросом, особенно такой категории, как дошкольное образование, очень важно правильно подобрать содержание, чтобы это содержание не навредило, чтобы... Подождите, пропал звук. Еще раз включите, пожалуйста, у вас микрофон выключился. Все, сейчас нормально? Да, хорошо. Все, отлично, продолжаем. Поэтому нам с вами нужно подобрать то содержание, которое бы было в дошкольных учреждениях. Сегодня ни для кого не секрет о том, что если мы с вами пройдемся по статистике, какое количество детей пользуются цифровой средой, да, вот на экране перед вами современный детский сад. Если мы с вами понимали, что у нас все, что связано с бухгалтерией, юридическими документами, мы давно уже находимся в каких-то неких платформах, да, применение охраны на территории, дабы обеспечить безопасность детей, это было для нас понятно. А вот все, что связано с методической работой, с работой руководителем, с его взаимодействием с внешней средой, это у нас выявилось, вот говорят, что вчера был первый зараженный ковидом, появилось вместе с ковидом. И что же мы с вами на сегодняшний день видим? Я думаю, что каждый здесь присутствующий знает и видел такую сцену, когда детей забирают из детского сада, родитель, дабы успокоить ребенка и быстро его одеть и сделать свои все дела, ребенку вручает телефон, и тогда ребенок успокаивается и быстро выполняет все действия. Кроме этого, уважаемые коллеги, вы видите вот эта картинка, когда ребенок не только лишь в телефоне ухом находится, так он еще и руками, и ногами, и глазами находится в цифровой среде. И какая она, эта среда? Это то, что его окружает. Кроме этого, вот на следующем слайде у вас будет статистика того, что в цифровом детстве дети используют как планшеты, так и смартфоны. Вы знаете, у нас вчера было открытое занятие в Инстаграме, и те участники, которые участвуют в цифровой среде, они проводили анкетирование. И нужно сказать, что на сегодняшний день цифры еще глубже звучат, чем пользуются дети, и со скольки, то есть родители, отвечая на опрос, что дети уже с года находятся в цифровой среде так или иначе. И посмотрите, пожалуйста, статистику, которую вы сейчас видите на экране, что дети без помощи взрослых включают компьютер, это 80% детей. Это просто, мы должны об этом с вами задуматься. И я хочу обратиться ко всем тем, кто на сегодняшний день представители
ну, старшего поколения, моего поколения. Конечно, вы сами знаете, что мы все рады встречаться вживую, но тем не менее наши дети уже находятся среди этой цифры. И, конечно же, надо ответить на вот эти 3 вопроса. Сегодня это уже реальность. И то, что цифра вокруг нас, мы от этого уже никуда не денемся, и мы знаем, что у нас есть понятие дистантного образования, да, то есть это есть. И задуматься над вот этими вопросами, которые у вас на экране, что первое, мы должны сформировать у детей как можно раньше цифровую культуру. И мы должны сформировать цифровую гигиену, это сколько можно находиться в экране, что нужно для этого, что не вредит здоровью ребенка. Уважаемые коллеги, я думаю, что все мы с вами адекватно относимся к тому, как мы детей учим мыть руки после того, как они пришли домой. Но мы сегодня должны понять, что еще и цифра нас стала окружать. Поэтому появилась такая опция, как еще цифровой мир. Соответственно, мы ребенку должны дать ответы на этот вопрос. И, конечно же, безопасность. Поэтому я, являюсь региональным координатором, хочу сказать, что вот эта история с Российской академией наук по апробации и внедрению цифровой образовательной среды – это один из ответов. Причем, уважаемые коллеги, это ответ, который Российская академия наук создала 10 лет назад, 11-й год идет, как вот Пиктомир находится в открытом доступе. И как я всегда выступаю, говорю, что вы можете зайти в сеть интернет, набрать Пиктомир и увидеть там эту цифровую среду. Поэтому вот все вот эти вот создатели, Кушниренко Анатолий Георгиевич, Миль Вячеславовна Райко, Александр Георгиевич, это вот как раз и есть те, кто курирует сегодня этот проект, и не только курируют, но и следят за результатами. В ноябре месяце те, кто вступил уже в площадкам уже год, предстоит сдать отчеты. И мы видим, что коллеги, и вы знаете, вот 2 дня назад буквально был методический форум, где коллеги демонстрировали. И каково было наше изумление от того, что мы видели, что за год коллеги не только вникли в содержание, потому что полный учебно-методический комплекс дан всем участникам, так они же еще и делают методические разработки. Уважаемые коллеги, вы понимаете, что я сейчас, ну, скажем так, записав одно видео, да, сейчас вам говорю, может быть, не всегда видео совпадает, но я очень стараюсь идти в ту презентацию, которую я вам подготовила для этого участия. В цифровой среде Пиктомир участвует 11 роботов и 1 живой, так сказать, робот, который обладает искусственным интеллектом. Это очень сложная, но очень интересная история. И вы знаете, мы всем говорим, что если вы сомневаетесь, что нужно открыть эту дверь, вы зайдите в сети интернет Пиктомир на Ютубе, и вы увидите, как быстро дети разных возрастов проходят эту историю. Те слайды, которые вы сейчас видите, они отражают количество участников. Вы видите, что Республика Бурятия по количеству участников находится на 3-м месте. И я думаю, что это не случайно сегодня вот вы позволили выступить. Конечно же, при вашей поддержке института проходит вот эта апробация, проходит качественно. Но для всех еще хотелось бы сказать, что сегодня вся Россия реализует 2 программы. Сначала, когда площадки заходят, они реализуют программу дополнительного образования, а затем через год они приступают к парциальной программе. И та, и другая программа, она насыщена одинаковым техническим содержанием, но разными подходами к изучению этого материала. И программа доп. Образования, она идет на базе 3 лет, это со средней группой. Дети не пользуются цифровой средой, они много играют. Мы с вами знаем, что по Санпинам мы с вами используем цифровую среду во времени 5-7 минут. Это можно. И в основном дети у нас играют. Вот сейчас все слайды, которые пролистываются, это демонстрация того, что учебно-методический комплекс, если непонятно, отсняты каждые занятия
занятия для детей. Ну, наверное, вот именно такая, скажем так, более кропотливая работа, которую мы подготовили для наших площадок. И сейчас на цифровую среду вы можете зайти и увидеть, вот видите, отдельно все в соответствии идет с конспектами. Вот сейчас следующий слайд будет, вы увидите игру, и в этой игре несколько занятий, и все занятия в соответствии идут с цифровой средой. Это говорит о том, что мы действительно стараемся, чтобы нашему педагогическому сообществу было, ну, достаточно, скажем так, просто войти в эту историю, и чтобы дети с разным уровнем, вот у вас открылась на экране одна игра, одно занятие, но даны 5 вариантов игр в цифровой среде, которые дети могут пройти в зависимости от их уровня развития. То есть предусмотрены, ну, все вопросы. Тем не менее, я всегда коллегам говорю, что мы с вами находимся во времени апробации нового содержания. И отчеты, и те материалы, которые коллеги присылают, нам очень важны, потому что сегодня еще материал коррелируется. Ну и вот на экране у вас изображена группа в социальных сетях, где отдельно есть такая штучечка с пиктомиром, и вы можете заходить и смотреть прямые эфиры. Это тоже очень полезное действие, когда мы смотрим реальное занятие. Вот вчера только проходил прямой эфир по пиктомиру. И, скажем так, это очень полезно для насыщения деятельности. Я хотела бы попросить, чтобы видео закрыли. Да, благодарю вас. И мне бы хотелось сказать в завершение, что я всем желаю крепкого здоровья, потому что на сегодняшний день для нас это самое важное для всех общества. А педагогической общественности я желаю участия в интересных, современных проектах. Большое спасибо за внимание. До свидания. Уважаемая Елена Юрьевна, уважаемые участники фестиваля, ваше видео размещено на YouTube-канале БРИОП, так что любой участник может посмотреть ваше видео на нашем YouTube-канале. Елена Юрьевна, большое спасибо за такое выступление, живое, эмоциональное. Мы говорим о том, что цифровизация дошкольного образования, конечно же, отвечает современным вызовам времени. Современные дети совсем другие, но не умаляя чувственного, живого восприятия окружающего мира, все-таки нельзя не учитывать тенденции времени, тенденции современного мира и как бы вызовы времени. Поэтому я с удовольствием приглашаю к выступлению Тимофееву Тамару Владимировну. Она с вами работает в тандеме. Это ведущий преподаватель Института образовательных технологий город Самара, федеральный эксперт Всероссийской общественной организации воспитателей России, почетный работник общего образования Российской Федерации, соавтор специальной программы «От Флюгеля до робота. Растим будущих инженеров». Тема выступления – преимущества цифровой образовательной среды «Пиктомир» для детей дошкольного возраста. Пожалуйста, Тамара Владимировна. Сейчас Есть ее видео тоже, я ее не вижу, а видео есть. Попробовать включить? Да, она отправляла, ага. Да, я пока включаю, попробовать. Скажите, пожалуйста, звук. Сейчас, подождите, я звук выключу. С удовольствием. Приветствую Слышно? всех участников Слышно, слышно. педагогических идей Нормально все. рынок дошкольного образования. Дошкольное образование в 21 веке. Действительно, чем же оно так интересно, увлекательно и занимательно для наших дошкольников? Ирина Владимировна остановилась, все не работает. Звука нет, ага, опять. Детей дошкольного возраста. Я, Тимофеева Тамара Владимировна, являюсь федеральной. Звук есть, но дело в том, что тоже подвисает, это не успевает, достаточно большое видео, оно не успевает прогрузиться с YouTube. Что будем делать?
Вообще Тамара Владимировна должна давать практические советы педагогам. У нее уже, если Елена Юрьевна давала такие общие понятия, да, то Тамара Владимировна дает уже практические советы нашим педагогам. Как-то вот, может быть, все-таки попробовать загрузить? Ну, оно загружено, оно работает. И? Приветствую всех. Уважаемые Слышно? коллеги, я Фестиваля позволением вашего попробую Детей связаться с Тамарой и Владимировной, дошкольного и если она образования. сейчас свободна, она подключится. Давайте так попробуем, Хорошо, если вы не хорошо. против. Хорошо, дайте, хорошо, пожалуйста, ждем. Ага, благодарю вас. Спасибо Хорошо, за ждем. понимание. Сейчас попробую с ней связаться. Да-да. Это величина видео, достаточно большое, хорошее видео, поэтому оно долго прогружается. А у нас Елена Арчиловна подключалась. Ну, Елена Арчиловна, да, она подошла. Давайте ей пока дадим слово. Ну вот все-таки они как-то хотят, видимо, друг с другом в тандеме выступить. Сейчас немножечко подождем, минуты две. Хорошо. Уважаемые коллеги, если мы готовы, я тоже могу работать, в принципе. Давайте попробуем. Здравствуйте всем. Так, пока мы подождем тогда Тамару Владимировну, мы поработаем с Еленой Арчиловной Каралашвили. Мы вас уже приглашали, мы уже говорили, вас ждали, но, видимо, как-то так вы немножко задержались. Еще раз представляю, да, уважаемые коллеги? Покажите. Каралашвили Елена Арчиловна, кандидат биологических наук, доцент, почетный работник общего образования Российской Федерации, заместитель руководителя Центра дошкольного образования, издательства «Русское слово. Город Москва». Поддержка разнообразия детства в условиях реализации парциальных программ. Пожалуйста, Елена Арчиловна. Итак, уважаемые коллеги, нажмите, пожалуйста. Уважаемые коллеги, нет похожих людей, так же, как и нет похожих детей. Мы с вами разные, мы очень индивидуальные. И даже есть такие исследования, которые говорят, что если взять двух абсолютно одинаковых близнецов, у которых одинаковый генотип, то когда они попадают в разные условия, условия социального окружения, условия, которые позволяют раскрывать им свои, казалось бы, одинаковые способности, эти близнецы развиваются по-разному. Их способности раскрываются тоже по-разному. Поэтому, думая о том, что мы все разнообразны и все индивидуальны, именно с этим подходом мы как издательство решили, что для наших педагогов, для наших воспитателей необходимо создать вот такой парад программ, достаточное количество программ, которые позволят дать в руки инструмент нашим педагогам, очень много пособий, изданий, книг, игрового оборудования. Мы, как издательство, представляем очень такой известный в настоящее время программный методический комплекс «Мозаичный парк». Вы видите, он состоит из 3 больших таких разделов. Это и то, что попадает в руки к взрослому человеку, это и то, что попадает в руки к ребенку. Я имею в виду такие книги, развивающие тетради, конечно, игрушки. Но акцент основной я хочу сделать именно на программах. Вы знаете, что все программы сейчас должны пройти экспертизу, и они опубликованы, все эти, которые прошли экспертизу, опубликованы в навигаторе образовательных программ на сайте РАНХИКС. И я могу сказать, что от нашего издательства там присутствуют 2 программы, это комплексная программа «Первые шаги» и «Мозаика», которые охватывают различные возрастные периоды, и там опубликованы, и можно с ними познакомиться в электронном виде, парциальные программы.
Их много, наших программ там 5. И для того, чтобы вот создать вот это разнообразие, да, учесть это разнообразие наших детей, учесть эти векторы их развития, вот такие программы мы разработали, авторы нам их принесли, они прошли все экспертизу, и наши педагоги могут ими пользоваться. Поэтому буквально в 2 словах, очень актуальная, как мне кажется, важная программа «С чистым сердцем» духовно-нравственного воспитания. Она рассчитана для детей старшего дошкольного возраста, и особенность этой программы в том, что в основу положены духовно-нравственные ценности, которые сложились в процессе исторического развития нашей России, нашей Родины. И особенность программы является в том, что здесь соединились и теоретики, и практики. И поэтому она особенно ценна, как мне кажется. Посмотрите, особенностью программы является в том, еще и то, что важно духовно-нравственное воспитание, о котором мы сейчас очень много говорим, оно становится важным и сопровождает человека потом до конца, так сказать, его жизни, в том случае, если этот опыт, который мы ему заявляем, он приобретается. Если дети не просто слушают, они действуют, они совершают поступки, оценивают эти поступки и так далее. Мы забыли давно такие слова, как честь, справедливость, совесть, воля, добро. И мне кажется, что вот в этой программе дан такое направление, дан такой ключ как бы для того, чтобы как общаться с нашими детьми. В программе есть и тематическое планирование, методические рекомендации, различные приложения и так далее. Ну, для нас, для педагогов, всегда важно цели и задачи программы. И я уже говорила о том, что программа вот такая интересная в этом плане, потому что кроме того, что есть ряд обучающих задач, ну, я здесь не буду их расшифровывать очень долго, обучающие, развивающие, воспитательные задачи авторы еще выделили. И вот мне хочется на этом остановиться буквально 1 минуту. Так называемые дифференцированные задачи. Посмотрите, какие хорошие формировки. Воспитание нравственных чувств, воспитание патриотизма. И авторы выделили, кроме этих задач, они выделили еще ценности, на которых нужно нашим педагогам сделать вот такой вот как бы упор и сделать акценты. Ну, немножечко заглянем внутрь, обратите внимание на тематику. На 2 года, значит, рассчитан этот курс. Тут и ближнее окружение, семья очень ценная и важная. Понятие добра и зла, понятие, как важно учитывать, что в нашей стране, наша страна – это многонациональная, многоликая страна, и здесь очень много присутствует народностей. Как вот эту память предков хранить и передавать – тоже очень важный момент. И все-таки мы должны помнить, что есть герои современности, правда же? И эти люди часто рядом с нами. И вот эта ценность того района, того региона, города, где живет ребенок, вот именно на этом делают акцент наши авторы, и это очень важно. Вторая программа – это программа, я слушала выступления, и обратите внимание, очень многие выступающие делали акцент на здоровье. Здоровый ребенок – это ребенок будущий, ребенок, который будет двигать и, значит, жить в нашей стране. Поэтому вот об этом здоровье мы все время сейчас говорим. И программа Тимофеевой Лилии Львовны «Бадминтон для дошкольников» программа в этом смысле уникальная. Тут и даются очень интересные подходы к движению, к развитию основных двигательных качеств, к развитию основных базовых психических функций, к общению, потому что бадминтон – это парная игра, к общению в группе, там я говорю про соревнования и так далее. Ну, мне кажется, что обратите на него внимание. И что важно в этом пособии, кроме того, что есть сама программа по структуре стандарта, все наши программы прописаны, и она в том числе, здесь есть еще и очень такие подробные приложения в виде конспектов, таких конспектов открытого типа на 2 года обучения, таблицы рекордов, летние задания и так далее. Но ряд общих задач выделил автор, опять-таки специфические и знаниевые. Мы по знанию всегда, мы знаем, что наши дошкольники любопытны, и для них это всегда очень важно. Следующий момент, следующая программа с очень хорошим и ярким для детского сада названием «Веселый рюкзачок». Здесь тоже соединились теоретики и практики, и здесь сложно сказать, какая из образовательных областей будет, значит, открывать путь к сердцу ребенка, раскрывать его способности, потому что веселый рюкзачок – это рекреационный туризм, это то, что меня окружает. Это может быть и дорога к детскому саду, это может быть и ближайший сквер, и территория детского сада, и может быть ближайший участок леса. Есть такие у нас регионы, которые рядом, да, с лесом, с парком и так далее. И, конечно же, вот этот
эта программа имеет такой шлейф методический в виде сценариев, в виде развивающих тетрадей. Кроме того, что это здоровье, это познание, это, конечно, и художественное, эстетическое такое развитие наших детей. В структуре программы есть модули для 2 возрастных групп, вы видите. Первые тропинки, юные путешественники. Опять-таки, мы выделяем как оздоровительные, так и образовательные задачи. Мы всегда помним про укрепление здоровья, но мы и говорим о том, что возможности ребенка нужно расширять. И при этом погружение его вот в это интересное действие, деятельность, общение друг с другом, новые открытия, новые путешествия, новое взаимодействие всегда дает очень интересный ресурс для раскрытия способностей наших детей. И вот на этих фотографиях вы видите дети вместе с родителями, потому что наши пилотные площадки по-разному реализуют эти программы. И вот это вариант вы видите, когда это именно вместе с родителями вот эта программа реализуется. Одно из интересных направлений, и мы знаем, что дети очень, дошкольники, чувствительны в эмоциональном плане, и Коренев Татьяна Федоровна предложила нам программу «В мире музыкальной драматургии», через восприятие образцов классической музыки, через движение, через вот такое вот восприятие красоты. Наш автор предлагает раскрывать возможности наших детей. Тут и нотные, значит, такие сборники существуют, и вся программа описана, опять-таки, в ритме стандарта. Поэтому обратите на него внимание. И, конечно, мы уже люди давно международные, буквально 1-2 слайда, которые посвящены, значит, английскому для дошкольников. Питерский автор Комарова Юлия Александровна дает нам программу на 3 уровня. Уже видите, это не только старший дошкольный, уже начиная с 4 лет. И очень широкий методический шлейф, красивое такое оформление, тут и методические рекомендации для педагога, потому что греха таить, очень часто приходит педагог из школы, зачастую не зная особенностей возрастных, а тут это именно подсказка для наших преподавателей английского языка. И, конечно, мы говорим, что программа программы, да, она стержень, она как бы руководит нашими педагогами, дает вот такой инструмент четкий, ясный, но работать как, да? Для этого мы говорим, что у нас существует очень такой роскошный, широкий методический шлейф. И вы видите очень любопытные, интересные, например, новинки, опять-таки мы говорим о воспитании, да, и о памяти, о тех людях, которые создали историю нашей России. Петр Великий, Михаил Ломоносов. Это, горжусь своей историей, такая очень интересная серия у нас снова вышла. Это мы видим наш окружающий мир, через природу раскрываем способность наших детей. Это времена года, наглядные материалы. Это обогащение речи дошкольников на природу таком охранном материале. Это и мультимедийный такой диск «Времена года». Все для наших детей. Мы знаем, что ближний круг – это семья, и поэтому мы с семьей работаем очень подробно. Для них уже вышел и справочник для родителей, который необходимо популярностью от А до Я, как мы говорим. Великолепное пособие для наших семей – это необъятный мир материнства, который педагоги очень широко используют, потому что материнский фольклор, разработки, сценарий и так далее. Но делаю акцент на книге «Моя семья», которая является интерактивной книгой. И генеалогическое дерево, рецепт, любимый рецепт семьи от бабушки, герб семьи, настоящая реликвия семьи. И про здоровье мы продолжаем. Хочу обратить ваше внимание, что у нас очень интересные книги, как я говорю, как день начнешь, так и он задастся, потому что вот смотрите, в нижнем ряду вы видите такие очень интересные разработки Светланы Шармановой про зарядку. Не традиционная зарядка, традиционная там тоже присутствует, но и сюжетная, логарифмическая, игровая. Вот огромное количество вариантов для проведения зарядки для всех возрастных групп представлены. Великолепная книга «Физические упражнения, игры на основе фольклора» Виктора Немировского. Обратите на него внимание, это наши как бы азы, наши такие корни. И, конечно, интерактивный дневник семейный, здоровый ребенок, улыбающийся ребенок. Каков микроклимат, что любит ребенок, какой у него режим дня. Вот привлечь семью через здоровье – это тоже очень важно. Уникальное, мне кажется, пособие. Это мы помним, что труд – это и учитывать ценность труда, ценить даже труд окружающих тебя людей – это очень важно. И вот такая линейка, такая серия пособий «Лаборатория профессий» для старшего дошкольного возраста с развивающими тетрадями. То есть какие интересные возникают темы, и при этом авторы разработали очень интересные игровые модули,
на нашем сайте Мозаика Парк обозначены такие интересные вообще ролики. Подключайтесь, смотрите. Мне кажется, что будет вам очень интересно. Опять-таки, в качестве инструмента мы предлагаем, у нас очень мало времени для наших детей остается, и для того, чтобы экономить время, высвободить время для непосредственного взаимодействия с детьми, мы разработали линейку таких картотек. Смотрите, какие разные темы: тематические прогулки, тематические дни, проекты, социальные акции, вот новинка. И вот, например, тематическая прогулка, трудовая акция. Кстати, какие разнообразные, очень интересный подход, основоположник этой, как бы создатель этой картотеки Ксения Юрьевна Белая, очень известный автор. 40 карточек в каждой картотеке, темы разнообразные, написаны современным языком. И что необходимо для наших педагогов подготовить: цели, задачи. И очень четко, красиво, хорошо и современно описана деятельность детей. Ну и наглядные материалы. Тут и русская живопись, портрет, пейзаж, сюжетные картины, повод для разговора, повод для общения через эмоции детей. И очень интересно, посмотрите, мне всегда нравится показывать, как у нас роскошный методический такой комплекс в плане именно обеспечения художественным произведением, хрестоматия для каждой возрастной группы, особенность которых, где присутствует не только русский фольклор, здесь можно найти и бурятскую колыбельную, и татарскую сказку. То есть вот во всех этих пособиях все наши народности представлены, и можно рассказывать нашим детям, читать великолепные материалы. У всех издательств есть развивающие тетради. Мы особенное издательство, потому что кроме обычных тетрадей у нас есть очень интересная развивающая тетради серии «Я люблю». И мы начинаем социальный круг расширять. Я люблю свою семью, я люблю свою страну, я люблю свою планету. Через то, что рядом с ребенком, через вот эти семейные традиционные ценности. Потом мы переходим на российские ценности: моя страна, малая родина, города России. И ценить нашу планету, беречь ее с экологической точки зрения, с этической точки зрения позволяют эти тетради. Уважаемые коллеги, я благодарю вас за внимание и думаю, что любовь к детям позволит увидеть те маленькие крохи таланта, те способности, которые в них заложены, и вы поможете им это раскрыть. Большое спасибо. Было ли меня слышно? Да, Елена Артемовна, вас было слышно. Если есть какие-то вопросы, я постаралась быстро разговаривать, учитывая, значит, такой временной режим, но я уложилась по времени. Все, Раиса Иннокентьевна, я включу звук. Ага. Да. Елена Артемовна, огромное спасибо за такое интересное сообщение. Вот как раз я говорила до вашего выступления, что все-таки одним из ведущих принципов федерального стандарта – это принцип многообразия детства, которое мы как раз реализуем через современные вариативные программы, современные образовательные технологии. Огромное спасибо. Ну, я думаю, что Тамара Владимировна уже включилась. Да, она с нами. Тимофеева. Все, приглашаем Тамару Владимировну Тимофееву, ведущего преподавателя Института образовательных технологий города Самара, федерального эксперта Всероссийской общественной организации воспитателя России, почетного работника общего образования России, соавтора парциальной программы «От Флюгеля до Вобота». Растим будущих инженеров. Тамара Владимировна, пожалуйста. Вас не слышно, Алена Владимировна, что-то говорите? Добрый день, уважаемые коллеги. Я крайне рада вас приветствовать всех на этом удивительном мероприятии, на котором мне позволили присутствовать и поделиться также инновациями в сфере дошкольного образования, представить вам преимущества цифровой образовательной среды «Пиктомир» для детей дошкольного возраста. Бурятия у нас всегда идет в ногу со временем и активно внедряет современные инновационные технологии в свои дошкольные образовательные организации. И поэтому наша давняя дружба, она, наверное, подкрепляется вот этими вот мероприятиями,
мероприятиями, которые транслируют интересный опыт и дают возможность педагогам именно погружаться и использовать в своей педагогической, практической деятельности современные ресурсы и современные технологии для развития дошкольников. И поэтому, дорогие друзья, я сегодня хочу вам немножко рассказать о преимуществах цифровой образовательной среды «Пиктомир». Я думаю, что на сегодняшний день ни для кого не секрет то, что в рамках нашей реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда», национального проекта образования и указа президента, особое значение имеет практическое решение проблем, связанных с онлайн-пространством, отвечающим потребностям, возможностям детей и дошкольного возраста, так и начальной школы. Попытки обучать детей программированию, ну, я думаю, вы со мной согласитесь, принимались неоднократно. И создавались методические разработки и как бы на детском языке программирования. Но большинство из них требовало от ребенка умения читать, писать, что, естественно, накладывало ограничения на возраст обучающихся, то есть для детей дошкольного возраста. И наши российские ученые, академики Российской академии наук разработали удивительную среду, которая активно применима для детей дошкольного возраста, и уже идет апробация на территории Российской Федерации, которая себя зарекомендовала совершенно с иной стороны. Мы сегодня, дорогие друзья, говорим о Пиктомире, идеальной среде по пропедевтике, изучения алгоритмических программ, самого процесса программирования. Это на сегодняшний день единственный в мире курс программирования для дошкольников, и который имеет продолжение в начальной школе, что позволяет нам говорить о преемственности образования. То есть это уникальный продукт, который можно заложить уже как фундамент в дошкольном детстве и развивать на всех этапах и на всех ступенях образования, тем самым помогая быть ребенку современным, отвечать современным и иметь современные компетенции, которые востребованы у наших детей и учащихся. Включение дошкольников в образовательную среду цифровую помогает решить следующие нам задачи. Во-первых, создать для них образовательное пространство, ту цифровую среду, в которой ребенок будет развиваться, ту игровую техносреду, которая будет стимулировать детей, поддерживать их инициативу, давать возможность проявить свои возможности, способности, наклонности именно в рамках алгоритмического направления, программирования, потому что оно так или иначе связано и с конструктивно-модельной деятельностью, потому что сегодня робототехника, работа с разными робототехническими конструкторами вошла плотно в дошкольное образование. Конечно, мы должны и поддержать нашего педагога, тот, который всю эту информацию несет нашим воспитанникам, дать им возможность получить эти IT-компетенции по развитию у детей алгоритмического мышления и умения программировать, сформировать основы IT-компетентности и грамотности у наших воспитанников, конечно, как готовности к решению задач прикладного характера. Мы с вами обеспечим детям и опыт начальной работы в цифровой системе Пиктомир на основе, конечно, игрового оборудования, потому что сам комплект предполагает и дидактический материал, и учебно-игровой, и саму цифровую платформу. А также мы с вами оценим результаты, которые получим у наших воспитанников. Какие же особенности у цифровой образовательной системы Пиктомир? Во-первых, она имеет очень привлекательный интерфейс для наших дошкольников, который занимает, увлекает и дает возможность проявить свои способности в программировании. Также задания, имеющиеся в Пиктомире, они наполнены для дошкольников глубоким смыслом. Ведь надо не просто что-то отвлеченное создать, а надо создать программу роботу,
роботу, который будет ее выполнять, как в виртуальном мире, например, вертун, двигун, тягун, и реальном мире, например, робот-ползун. И все это дает возможность ребенку проявить себя как настоящему программисту, проявить себя как настоящему командиру и, конечно же, стать роботом, исполнителем команд, потому что пиктомир, он является такой системой, которая дает возможность с детьми, начиная уже со среднего дошкольного возраста, осваивать азы алгоритмики, потому что вся система со среднего возраста построена на игровых упражнениях, на игровых заданиях, бескомпьютерная. Учитывая санитарные правила, мы с вами помним, да, что зрительная нагрузка при помощи, вернее, с помощью гаджетов, она, конечно, с старшего дошкольного возраста, и то регламентированное время. Поэтому это бестекстовая программная среда, где каждый может без умений чтения и письма осуществить программирование. Давайте посмотрим, изучая основы программирования, что же мы получим у наших воспитанников, когда будем развивать их алгоритмическое мышление. Разбивать общую задачу на маленькие подзадачи, то есть создавая программу большую, длинную, иногда даже из 30 шагов, ребенок учится видеть повторяющиеся отрывки и делать вывод о том, что это повторяющие части похожи на подпрограммы, подзадачи, которые ребенок потом оформляет в соответствующем виде. Планировать этапы своей деятельности и время работы, а также оценить эффективность своей деятельности. Достиг ли ты поставленной цели или вдруг что-то пошло не так, и ты неправильно составил программу, не туда направил робота, а также искать поиск новой информации, умение ее перерабатывать и, конечно же, понимать последовательность тех действий, которые ребенок совершает в этой цифровой образовательной системе. Вот они, наши роботы, с которыми мы знакомим наших воспитанников. Те обитатели виртуальной среды и реальной, потому что они у нас есть в виде игрового оборудования, как я уже сказала, в виде игрушек, в виде ковриков, на которых живет робот-ползун, как в виртуальном, так и реальном мире. Огромный набор карточек позволяет осуществлять как раз-таки пиктограммное программирование. Какие могут произойти в системе дошкольного образования изменения? Во-первых, обновится содержание образования с учетом современных информационных технологий. И также у ребенка будет возможность, да, педагогу сформировать у детей готовность к изучению основ алгоритмики. И все это сделать двумя путями. Во-первых, можно встроить, есть программа парциальная, которая может встроиться в структуру основной образовательной части, в вариативную часть любой образовательной программы, дошкольной образовательной организации. Или же вы пойдете путем организации данной деятельности в рамках дополнительных образовательных услуг и уже совершенно другой вид программы по дополнительному образованию, и также осуществлять данную деятельность со своими воспитанниками. Что мы получим от нашего ребенка? Какой он у нас получится? Что мы у него сформируем? Посмотрите, предметные образовательные результаты. Ребенок будет хорошо знать компьютерную среду, владеть бестекстовым программированием. Он научится демонстрировать технические возможности роботов-исполнителей команд. Также владеть универсальными предпосылками учебной деятельности, то есть умение работать по правилу, по образцу, слушать взрослого и выполнять инструкции, которые ему отдаются. Потому что в нашей среде есть как командир, который отдает инструкции, есть программист, который создает программу, и есть роботы, исполнители команд. И в среднем дошкольном возрасте этими роботами могут быть дети, роботами двуногими, которые как раз-таки недавно прошедший методический день показал, насколько педагоги Российской Федерации не останавливаются на достигнутом, изобретают новые идеи и воплощают в жизнь уникальные методические разработки, дидактические пособия, казалось бы, на одном содержании, но сколько разных вариантов. И если у вас есть желание и возможность посмотреть данное мероприятие,
мероприятия, записи в группе ВКонтакте. Заходите и просмотрите. Очень много идей, которые напитают вас. Также будут сформированы и когнитивные способности у наших детей. Научатся проявлять любознательность, самостоятельность, инициативность, потому что данная система предполагает именно развитие умственных способностей, делать умозаключения, классифицировать, анализировать, синтезировать информацию, а также, конечно же, развивается воображение, ведь мы находимся в космосе, на космических платформах, на космодромах, которые именно заселяют роботы-исполнители команд. Коммуникативные способности также формируются и развиваются в процессе непосредственного общения детей между собой, потому что цифровая образовательная среда «Пиктомир» еще и предполагает, но это уже в подготовительной группе, некое кооперативную работу, кооперативное программирование, когда два ребенка, работая в одной игре, в одной среде, управляют на одной платформе роботами, но каждый со своей позиции, но цель у них одна – достичь поставленного результата. А также в игровых действиях и в игровых упражнениях дети учатся договариваться, согласовывать свои действия, разделять между собой обязанности, кто будет командиром, а кто будет роботом, кто начнет осваивать работу программиста и так далее. Конечно же, здесь необходимо оречевлять все, что ты делаешь, чтобы было понятно другому ход твоих мыслей и твоих действий. Регуляторные способности также развиваются в процессе реализации данной цифровой образовательной среды в работе с дошкольниками. Дети учатся подчиняться правилам, социальным нормам. Дети способны спланировать, спрогнозировать свои действия, которые направлены на конкретную цель, которую ставит перед ними сама программа или взрослый педагог, а также осуществлять контроль за своими действиями, потому что от этого немаловажно зависит результат. Правильно ли я сделал? А если я вдруг что-то сделал не так, мне надо подойти к этому вопросу, изменить свой алгоритм действий и дойти до конечной цели, способен адекватно оценивать свои результаты деятельности. Если ты делал все правильно, то тебе и программа, и все поаплодируют, и скажут, какой ты молодец, что ты справился с поставленной задачей. И ты можешь перейти на новый уровень, прийти к новой игре и также выполнить ряд действий по помощи нашим роботам. Итак, дорогие друзья, мы, предлагая вам сегодня эту удивительную программу по цифровой образовательной среде «Пиктомир», приглашаем в нашу образовательную цифровую среду, желаем вам попробовать ее освоить и увидите, что все о том, что я сказала, не заставит долго ждать от ваших воспитанников, потому что это действительно увлекательный цифровой мир, но он полезный, доступный, и самое главное, что если эти детки уже на этапе дошкольного детства это освоят, то они будут успешны уже в школе, они будут на гребне волны и будут обладать современными компетенциями, которые так необходимы будут нашему ребенку уже завтра. Дорогие друзья, я очень рада вас всех еще раз приветствовать, благодарю за внимание, и если вдруг у вас возникли вопросы, я могу на них ответить. Тамара Владимировна, огромное спасибо за ваше сообщение. Коллеги, есть вопросы? Пожалуйста, задавайте, пользуясь случаем. Вот если сказать о нашем сообществе, о дошкольниках Республики Бурятия, на самом деле у нас очень много муниципальных площадок инновационных, у нас много региональных площадок инновационных, у нас есть всероссийские инновационные площадки, и, наверное, очень много воспитателей, педагогов реализует программу «От Фрёбеля до робота». От Фрёбеля до робота, и эта программа очень нравится. Но вот у нас здесь есть педагоги, руководители, которые эту программу внедряют. Скажите два слова. Те, кто внедряет эту программу. Уважаемые коллеги. Да, друзья, мне очень приятно то, что Бурятия активна, и мы были у вас неоднократно, и видим, насколько у вас детские сады увлечены развитием технического творчества детей. И если сегодня есть кто-то, что может сказать отзыв о том, что они делают, и видят ли они самое главное, друзья, ведь все мы это делаем ради чего? Ради наших воспитанников.
показатель нашей работы – это тот ребенок, который у нас, как говорится, на выходе из детского сада по завершению этапа дошкольного детства. Вот скажите, пожалуйста, кто-то из вас видит то, что он заложил в своих детей? Есть ли отдача? Есть ли проявление этого опыта, который вы им даете в своей повседневной жизни, детской? Коллеги. О, здравствуйте, здравствуйте. Очень вас рада видеть, Наталья Владимировна. Очень рада вас видеть вместе с Еленой Юрьевной. Знаете, мы всем коллективом сидим, слушаем с удовольствием. Знаете, вот мы внедряем вот эту уже программу 3-й год, но это до того нам нравится, не только нравится. У нас такое образовалось родительское сообщество, которые тоже закончили технологический институт, и они нам помогают. И у нас дети, которые ушли, вот работая по этой программе, ушли в школу, они продолжают, они ушли в технические кружки многие. Я не скажу, что... Отлично! Вот, знаете, и мы еще написали проект совместно со станцией юных техников от кораблей, от игрушки механической до кораблей космических. Это проект, это вообще очень замечательный. Мы всем коллективом, и все началось с того, Елена Юрьевна, Тамара Владимировна, когда вы к нам приезжали, и мы продолжили. У нас такие очень хорошие результаты. Мы, правда, иногда не делимся, в Инстаграм не выкладываем ничего. У нас даже узкие специалисты, вот музыкальный руководитель, он все лето работал, собирал вот эти роботы, он просмотрел программу от робота до Фрёбеля, да, вот, и он собирал такие роботы с детьми, он подобрал музыку. Вот, к этим, когда музыкальное занятие идет, он собирает, он включает музыку, и вот этот тандем узких специалистов и воспитателей, приезжайте, пожалуйста, мы поделимся. Да, уважаемые коллеги, знаете, сказать, вот в ключе того, что сейчас сказала Наталья Владимировна, тоже низкий вам поклон, и вообще всегда с теплотой вспоминаем. Хотя были зимой, глубоко в морозы, что все программы, которые имеют инженерную направленность, а Пиктомир, она особо такая узкая история, да, ну прям вот совсем суженно связана с алгоритмикой и прям начальным программированием. Посмотрите, пожалуйста, проходил форум, как выстраивали взаимодействие детские сады и на уроках физкультуры, и на музыкальных занятиях. Ну, просто диву даешься. Поэтому большое вам спасибо за ваш профессионализм. А еще, уважаемые коллеги, коли вам так полюбилась программа «От Фрёбеля до робота», и если вы сейчас, как говорится, вступите в ряды еще Пиктомира, это ведь две таких удивительных истории, которые взаимосвязаны, потому что программа «От Фрёбеля до робота», она же включает в себя цикл программирования, алгоритмики, да. И поэтому, если вы будете в параллель еще заниматься Пиктомиром, это еще приумножит результат у ваших воспитанников, ну и, конечно же, развитие педагогов не будет стоять на месте. А как же, у нас коллектив обновился, мы хотим пройти курсы по Пиктомиру. Елена Юрьевна... Тогда добро пожаловать, у вас Раиса такая у Иннокентьевна всех есть скажет: возможность. Господи, вам надо встречаться вживую. Да. Как нам не хватает этого. Наверное, надо. Мы рады, мы будем рады. Благодарим вас, спасибо. Большое спасибо за приглашение. Мы, конечно, очень заняли ваше время, регламент работы вашего фестиваля, но в любом случае вопросы актуальны, и я думаю, что как раз вот это эмоциональный отклик на методические продукты, которые внедряются в практику детских садов, наверное, это очень ценно, потому что о нас говорят наши эмоции, наши чувства, потому что, и, конечно, наши дети, которые демонстрируют потом результаты вашего труда. Да, правильно. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо огромное, коллеги. Очень рады были вас видеть. Хотим пожелать вам успехов, творческих, удачи в работе, благополучия вашим семьям и, самое главное, берегите себя, не болейте. Всем
Всего хорошего. Спасибо огромное, коллеги. А мы сейчас пока приступаем к нашим животрепещущим проблемам, которые мы на нашем фестивале просматриваем. Итак, уважаемые коллеги, продолжается наш фестиваль, но он уже подводится к логическому завершению. У нас с утра работали педагогические мастерские, их было 5. Наибольшее количество заявок поступило на площадку, на мастерскую использования вариативных программ и современных образовательных технологий в дошкольном образовании. Поэтому некоторые направления нам пришлось как бы удалить, поскольку не было желающих. А вот эту площадку нам необходимо было расширить. Поэтому мы сейчас пока начинаем подводить итоги педагогических мастерских. Ну вот первая мастерская, которая называется «Использование вариативных программ и современных образовательных технологий», работала сегодня до обеда. Выступило 22 педагога дошкольного образования. К нашему великому, скажем так, ну, к нашей радости, у нас были гости соседних регионов. Это Иркутская область, Забайкальский край, чему мы, еще раз повторяю, очень рады. Мы, конечно же, за расширение профессиональных горизонтов, за взаимодействие и сотрудничество с нашими коллегами. На мастерской были представлены мастер-классы, презентации по различным векторам развития дошкольников. Аюна Владимировна, можно включить слайд с мастерскими, еще раз актуализировать темы и членов жюри. Аюна Владимировна, ладно. Погодите, Ольга Баировна, включите, секундочку. Угу. Первая мастерская, там 5 слайдов по мастерским, и там еще надо будет потом резолюцию еще включить. Итак, мастерская номер 1. Современные вариативные программы, современные технологии. Итак, на мастерской были представлены мастер-классы, презентации по различным векторам развития дошкольников. Это изобразительное искусство, нетрадиционные техники, это нейропсихологические технологии развития речевой активности, это технологии посткроссинга, технологии мини-воли, сказкотерапия, куклотерапия, развитие эмоционального интеллекта, медиастудия, работа с картоном и так далее, и так далее. На самом деле, конечно же, педагоги дошкольного образования умеют творить чудеса, изобретать волшебные вещи, игры для детей, обеспечивать качество дошкольного образования. Ну, как бы подводя итоги работы первой секции, первой педагогической мастерской, использования программ современных технологий, хотелось бы еще раз поблагодарить всех участников мастерской, пожелать здоровья, успехов, удачи, претворения, повышения профессиональных компетентностей и диссеминации вашего опыта. Ну вот, подводя итоги нашей мастерской, хотелось бы что сказать. Во-первых, на самом деле был такой настрой, профессиональный такой здоровый настрой, очень четко все было по времени продумано, были продуманы очень хорошие презентации, чему мы несказанно рады, да, и как-то вот уже чувствуется, что наши педагоги на самом деле владеют современными технологиями, работают на качество дошкольного образования. Итак, благодарности объявлены нашим следующим педагогам. Давлеткуловой Елене Владимировне, это муниципально-автономное дошкольное учреждение, детский сад номер 15 села Кабанск, Кабанского района. Это Даржиева Амгалан Аюшиевна, детский сад Жаргал, село Кеженга. Это Епифанцева Елена Геннадьевна, это общеобразовательная школа 32, дошкольная ступень. Это Зелепукина Ирина Александровна, это детский сад номер 17 города Чита, Забайкальского края. И Пуховская Наталья Александровна, детский сад номер 70 города Улан-Удэ. Вот этим нашим коллегам вручаются благодарности за ваши интересные проекты. Третье место. Кристина Кентина, звук еще раз вылетел. Там кто-то зашел.
Меня отключили? Третье место, ага, все. Так, третье место занимает Дагбаева Виктория Михайловна, Центр развития ребенка 13 «Радуга» города Усиноозерска. Третье место занимает Андреянова Алтана Мелсовна, Курумканский детский сад «Росинка», село Курумкан Курумканского района. И третье место Грудининой Наталье Васильевне, детский сад «Колосок», село Нижний Саинтуй, Тарбагатайский район. Уважаемые коллеги, я еще раз повторяю, что после конференции в течение недели, даже 2-3 дня пройдет, мы всем на ваши электронные почты отправим сертификат участия, благодарности и дипломы тех педагогов, которые заняли призовые места. Второе место в нашей мастерской присуждается Бурцевой Ольге Борисовне, Кузнецовой Надежде Александровне, детский сад «Колосок», села Нижний Саинтуй, Тарбагатайского района. А второе место вручается Амшеевой Марине Александровне. Это детский сад «Родничок», поселка Усть-Ордынский и Хирит-Булагатского района Иркутской области. Поздравляем, дорогие коллеги. И, наконец, первое место присуждается коллективу детского сада «Золотая рыбка», поселка Усть-Баргузин Баргузинского района. Со своим инновационным опытом, замечательным опытом выступала Воробьева Татьяна Викторовна, старший воспитатель детского сада «Золотая рыбка». Уважаемые коллеги, я всех вас поздравляю, еще раз желаю творческих успехов. Давайте поблагодарим еще раз наших коллег за прекрасное выступление, за ваши успешные практики и говорим так держать, и на следующий год мы снова с вами будем встречаться на следующем фестивале дошкольного образования 21 века. Слово модератору второй мастерской. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые коллеги. У кого-то день, да. Я действительно сегодня поработала модератором во второй секции, получила колоссальное действительно удовольствие от того, что я увидела сегодня. Наши педагоги молодцы, они показали довольно высокие уровни. И в первую очередь мне бы хотелось поблагодарить нашу гостью из города Москвы, Ерофееву Татьяну Николаевну, это замдиректора по методической работе ООО «Научно-практический центр традиции и инновации в образовании». Здесь она выступила, ну здесь, скажем так, был рекламный продукт по STEM-технологиям. Так, и посовещавшись со своими коллегами, с членами жюри, значит, мы выделили следующих педагогов. Благодарственными письмами награждаются Русина Екатерина Валерьевна, Фиткулина Анна Павловна. Это детский сад «Колосок», село Нижний Саинтуй, Тарбагатайского района. Благодарственным письмом мы награждаем Корнакову Елену Викторовну, детский сад номер 51 города Улан-Удэ. Благодарственным письмом награждается Никитина Марина Николаевна, детский сад номер 1 Березка, ПГТ Баргузин, Баргузинский район. Награждается благодарственным письмом Кожина Людмила Ивановна, детский сад Усть-Кяхтинский, это село Усть-Кяхта. Так, также благодарственным письмом мы хотели бы отметить Малыгину Екатерину Эдуардовну, детский сад «Березка», поселок Таксимо, Муйский район. И сейчас мы приступаем с вами к процедуре награждения, лучшие из лучших, скажем так. Посовещавшись с коллегами, мы решили дать 3 третьих места. Итак, третьим местом награждается Бартаева Полина Петровна, старший преподаватель БРИОП, уроки тетушки Совы. Так, третьим местом награждается Кузнецова Ольга Валерьевна. Это детский сад номер 233 РЖД, город Улан-Удэ. Здесь сюжетоотображающие наборы как часть развивающей предметно-пространственной среды тема была.
Так, третьим местом мы награждаем Халхоеву Альбину Дабаевну. Детский сад номер 35, Алые паруса города Улан-Удэ. Детская журналистика как средство развития речи детей старшего дошкольного возраста. Тема была очень интересна. Итак, и приступаем ко второму месту. Дипломом второй степени награждаются, мы решили дать 2 диплома. Смолина Светлана Вениаминовна, это учитель-логопед детского сада номер 6 Березка, город Кяхта, Кяхтинский район. Здесь у нее была очень интересная тема и авторская разработка развития фонетико-фонематического восприятия звука «Л» при помощи игры. Так, также за дипломом второй степени мы награждаем Абальянинову Ольгу Алексеевну. Это детский сад номер 58, Золушка, города Улан-Удэ. Здесь у нее была тема развития технического конструирования в рамках образовательной программы развития. Тоже очень интересно. Здесь нам понравилось тем, что у педагога действительно развивающая предметная пространственная среда очень обширная и очень много авторских разработок. Итак, дипломом первой степени мы награждаем Михайлову Любовь Сергеевну. Детский сад «Земляничка», поселок Саган-Нур, Мухоршибирского района. Создание буктрейлеров как средство развития эмоционального интеллекта. Еще раз благодарю членов жюри и всех участников фестиваля за активное участие. Благодарю за внимание. Здравствуйте, дорогие уважаемые коллеги. У нас наша секция была самой большой. У нас было 28 докладчиков. И прошла очень интересно, очень была насыщенная, очень богатая была у нас программа, замечательные были выступления. Коллеги, на самом деле, если сравнить с прошлым годом, вот нынче за этот год мы действительно очень-очень обогатились опытом. Ведется очень большая работа по созданию мультфильмов, по внедрению различных интерактивных сервисов, развитие в интернете, социальных сетей, своих каналов YouTube. Ведется большая работа по внедрению цифровой образовательной среды «Пиктомир». И у нас приняли участие очень приятно гости из других регионов. И по решению жюри благодарственными письмами награждаются. Мы выражаем огромную благодарность нашим гостям и приносим извинения, которые у нас не успели, к сожалению, выступить. И мы вас приглашаем на нашу конференцию, которая состоится в декабре. Будет у нас научно-практическая конференция, мы вам отправим дополнительные письма. Приносим глубочайшие извинения, технически получилась заминка, получилось очень много людей, времени не хватило. Благодарность вручаем мы Молодняковой Алене Валерьевне, это доцент кафедры РГППУ, директор ООО «Авспантера», автор разработчик проекта Ligra Game. То есть она показала нам из Нижнего Тагила, показала нам, предложила свою новую цифровую образовательную среду, программное обеспечение, тоже очень нужное, очень актуальное, поэтому мы взяли все ее контакты. Мы выражаем огромную благодарность за то, что вы к нам сегодня пришли. И Гава Светлана Васильевна из МАДО НТГО детский сад «Голубок» Свердловской области, города Нижняя Тура, показала нам практику именно использования в образовательном процессе СДО по теме арктическая экосистема. И мы тоже вручаем вам благодарственные письма. Арутюнян Алла Размиковна, МГДО детский сад «Солнышко» из Воронежской области, село Новый Усмань. Тоже мы вручаем вам благодарственные письма и приглашаем на дополнительную нашу конференцию. Квест Елена Викторовна, музыкальный руководитель, Напольских Лилия Александровна, музыкальный руководитель МАДО детский сад комбинированного вида
город Асбест Свердловской области, детский исследовательский проект «Конкурс форум работы с одаренными детьми». Мы вас тоже приглашаем. У нас 2 человека не успели. Андреева Валентина Александровна, детский сад номер 58 «Золушка». Создание условий для физического развития. Очень интересное было выступление. Кудасова Ольга Викторовна, МАДО детский сад «Колобок» из поселка Анахода Игральского района показала нам в социальных сетях. И мы рекомендуем вам канал, YouTube-канал детского сада и страницу в Инстаграме как образцовый. Для примера, пожалуйста, используйте, коллеги. Так, это благодарственные письма. Спасибо большое еще раз. Итак, приступаем к дипломам нашим по призовым местам. 3 мы решили, так как у нас было очень много людей, жюри была очень непростая работа по определению призовых мест. 3 третьих места мы решили вручить, также наградить дипломами 3-й степени. Лобова Марина Владимировна, детский сад номер 113 Капитошка, город Улан-Удэ, по использованию робототехники в образовательном процессе. Именно мы здесь оценивали системность, сложность использования, соответствие всем федеральным стандартам. Вообще на самом деле уровень вообще выступления был очень высокий, я скажу, отмечу. Ширапова Бальжима Юрьевна, детский сад номер 62, город Улан-Удэ, по возможности QR-кода в современной образовательной среде. И Ибрагимова Ольга Викторовна, детский сад номер 71, город Огонек, город Улан-Удэ. Первые шаги в информатике. В информатике Пиктомир, дошкольное программирование. Очень радостно, очень прекрасно, что наши коллеги, очень много наших коллег присоединилось к данному эксперименту. И мы желаем вам больших успехов, дальнейших своих находок, интересных, новых творческих продуктов образовательных. Так, 2-е место, 2 вторых места мы вручаем, награждаются дипломы 2-й степени, награждается Лебедева Эльвира Маюровна, детский сад номер 4, города Черемхово, Иркутская область. Она нам представила веб-квест на Google сайте как инструмент развития познавательной активности, обучающийся в вопросах изучения русского языка. В данном квесте были представлены технологии использования Google в деятельности педагога дошкольного образования. Замечательный проект, замечательный сайт, и очень много есть тоже, что посмотреть и чему поучиться. 2-е место Сирьева Екатерина Игоревна, детский сад «Чайка» из Кабанского района, по теме «Опыт реализации модели речевого развития на основе анимационной педагогики и STEM-образования детей дошкольного возраста». Показала тоже очень качественную презентацию своей работы по модулям, по всем модулям, и они были очень раскрыты качественно и грамотно и профессионально. Спасибо вам. 2 вторых места. Итак, победителем нашей секции мы объявляем Старикову Людмилу Александровну. Детский сад номер 51, Красная Шапочка. Использование мультстудии «Я творю мир» в работе с детьми. Людмила Александровна у нас является победителем всероссийского конкурса, коллеги. Представляете, вот наши с вами коллеги вот таких успехов достигают и на всероссийском уровне. Как мы можем победителю всероссийского уровня не дать 1-е место, понимаете, это говорит об очень высоком уровне. Огромное вам спасибо, Людмила Александровна, за ваши замечательные мультфильмы, за ваши замечательные творения. То, что вы делаете, это вообще, это на самом деле профессионализм высочайшей степени. Дорогие коллеги, еще раз я вас всех поздравляю. И действительно, у нас очень прошла интересная секция, очень полезная. Все ваши материалы я возьму лично в себя в библиотеку для наших курсов повышения квалификации по теме цифровизации дошкольного образования. Огромное вам спасибо за ту работу, которую вы ведете. Еще раз поздравляю всех победителей, наших гостей. Желаю вам дальнейших огромных успехов в творчестве, здоровья и дальнейшего профессионального развития. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, Алена Владимировна, пожалуйста, сделайте заставку 4-й мастерской. Итак, 4-я мастерская. 4-я мастерская. Ага, Дарим Батуин Дашиева, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые коллеги. 4-я мастерская, педагогическая мастерская, называлась у нас «Проектирование и организация монолингвальной, билингвальной, трилингвальной развивающей речевой среды в дошкольных образовательных организациях». Здесь приняло участие 38 участников. Из них 17 человек выступили с докладами. Для оглашения всех результатов я передаю слово кандидату педагогических наук, доценту кафедры бурятского языка Бурятского государственного университета имени Даржи Банзарова Оксане Александровне Дареевой. Оксана Александровна, пожалуйста. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. От имени педагогической мастерской номер 4 хочу поприветствовать всех участников 6-го межрегионального фестиваля и выразить благодарность за приглашение, за организацию такого очень интересного и полезного мероприятия. И очень кратко огласить выводы работы нашей мастерской. В ходе работы мастерской номер 4, как было уже сказано, приняли участие в основном воспитатели, учителя бурятского и английского языков, старшие воспитатели и заведующие дошкольных образовательных организаций Республики Бурятия. Гостей в нашей мастерской не было. Но, тем не менее, должна сказать, что работа нашей мастерской нами и экспертами оценена очень на высоком уровне, и мы отметили, что процесс обучения бурятскому языку, английскому языку в дошкольных образовательных организациях нашей республики ведется достаточно эффективно. Учителя бурятского языка реализуют технологию погружение в бурятскую языковую среду, разрабатывают парциальные программы, осуществляют сетевое взаимодействие, разрабатывают авторские программы и технологии. Учителя английского языка также реализуют свои авторские программы, методики и технологии, а также методики, основанные на зарубежном и отечественном опыте. Если сказать о таких самых ярких работах, в ходе работы нашей мастерской мы рассмотрели проблемы реализации инновационных подходов, лингвостроноведческого подхода, рассмотрели реализацию парциальных программ, познакомились с технологией погружения в языковую среду как в дошкольно-образовательной организации сельской местности, так и в условиях городской дошкольной образовательной организации. И в качестве пожелания, что ли, в частности, именно участникам нашей педагогической мастерской, хочется сказать, что действительно, да, наши учителя, наши воспитатели проводят огромную работу, они и конструируют, и лепят, и поют, и танцуют, играют, разрабатывают разные новые игры. Но учитывая формат нашего мероприятия, который имеет прежде всего такой практический характер, да, почему-то наши учителя все-таки стараются уделить большее внимание теоретической части своей работы. Должна сказать, что да, мы ожидали и сегодня увидели очень много интересного опыта, именно вот практическую деятельность педагога в процессе создания монолингвальной, билингвальной, трилингвальной, полилингвальной развивающей среды. И вот с этой позиции мы рассмотрели выступления, мастер-классы, презентации и вывели, конечно, поскольку формат фестиваля в рамках педагогических мастерских имеет конкурсный характер, выявили самые яркие работы и, конечно же, победителей. Итак,
В результате работы секции педагогической мастерской номер 4, проектирование организации монолингвальной, билингвальной, трилингвальной развивающей речевой среды, мы выражаем благодарность нашим коллегам. Это Дарибазаровой Дарине Дамбаевне, воспитателю детского сада номер 52 Аяганга, города Улан-Удэ. Поздравляем вас. Дондуковой Юлии Александровне, старшему воспитателю детского сада номер 89, Журавленок, города Улан-Удэ. Следующая благодарность Жигжитовой Гырылме Александровне, воспитателю, учителю бурятского языка МБДО детский сад Бояр, Улуса Средний Харлун, Бичурского района Республики Бурятия. Также коллегам из МАУ СОШ номер 32 города Улан-Удэ, работающим на ступени дошкольного образования, это Серебренниковой Наталье Валерьевне, Мартынюк Ларисе Ивановне и Бентуевой Любови Циденовне. Также объявляем благодарность и направляем благодарственное письмо учителю бурятского языка, воспитателю МАДО номер 7, Солнышко, города Кяхта, Кяхтинского района, Тадархоевой Татьяне Викторовне. Это были наши коллеги, которым мы направляем и объявляем благодарность. Сейчас, так же, как и в предыдущих мастерских, у нас были выявлены дипломанты. Дипломом 3-й степени награждается Старикова Татьяна Геннадьевна, учитель английского языка, МДО детский сад Рябинка, села Сотниково Иволгинского района. Татьяна Геннадьевна выступила с докладом «Инновационный подход к изучению английского языка в детском саду», в рамках которого она рассказала о том, как в их дошкольной образовательной организации они реализуют такие технологии, как кейс-стади, фишбон, сторителлинг и так далее. Далее, также у нас на 3-м месте, также у нас 2 дипломанта 3-й степени. Диплом 3-й степени вручается Данжеевой Наталье Александровне, учителю английского языка МБДО детский сад номер 104 Зорька, города Улан-Удэ, которая нам продемонстрировала опыт реализации лингвостроноведческого подхода к обучению английскому языку как эффективного метода проектирования билингвальной речевой среды в дошкольной образовательной организации. Мы посмотрели, как разнообразно в разных центрах, организовывая разные интересные события, педагоги, в частности Наталья Александровна, знакомит с культурой, ну, конечно же, с языком англоговорящих стран. Итак, 2-е место, диплом 2-й степени, вручается Аюшеевой Цержимы Декбаертуевне, учителю бурятского языка, воспитателю МБДО детский сад «Солнышко», села Кокорина Иволгинского района Республики Бурятия. Цержимы Декбаертуевна презентовала свой авторский проект, методическую программу с использованием элементов и разновидностей бурятской народной игры «Шагэ-надо». И тем самым доказала известное изречение, что все, что новое, это хорошо забытое и старое, и показала, как можно использовать старинную детскую, ну и взрослую национальную игру «Шагэ-надо» в разных вариациях, разных вариантах, как они используют разного вида шагешки, мелкого рогатого скота, крупного рогатого скота. Как правило, все учителя это используют в своей работе, учителя бурятского языка. Но вот Цержима Декбаертуевна показала, что не только при знакомстве и тренировке речевого материала по теме там животные, да, рассказывая о 5 видах животных, о традиционном хозяйствовании можно, или же там развивая
там, работая в области физического развития, можно использовать эти шалешки, но и по разным темам и на разных этапах обучения бурятскому языку. Мы посмотрели, как интересно Цержимэдэк использует крупные шалешки, которые называются бабки, при работе над темой «Моя семья», как они наряжают, как играют шалешками в качестве машинок, используя в качестве машинок на таком тематическом коврике. Итак, это у нас были дипломы второй степени. Это был диплом второй степени. Второй диплом второй степени, извините за тавтологию, дипломом второй степени награждается Щербакова Луиза Александровна, учитель английского языка МАДО ЦРР детский сад номер 91, строитель города Улан-Удэ. Луиза Александровна продемонстрировала очень интересный проект, который называется «Передвижная детская научно-исследовательская лаборатория Healthy Me». И мы увидели, как не то что дети, да, и взрослые вместе со своими детьми, родители изучают английский язык посредством изучения человеческого организма, как они делают, какие они делают интересные поделки вот в формате handmade, из бросового, из подручного материала, как работают их органы. Действительно, очень нас всех Луиза Александровна убедила в том, что работая вот в таком формате, не только ребенок, но и рядом взрослый, помогающий, находящийся вместе со своим ребенком, работающий вместе с ребенком над английской речью, над английским языком, может освоить органы человеческого тела, которые даже некоторым взрослым неизвестны даже на русском языке, как они работают, как они называются, например, на английском языке. Это были дипломанты второй степени. Итак, дипломом первой степени награждается Бальжурова Людмила Елизаровна, учитель бурятского языка МБДО номер 35, Алые паруса города Улан-Удэ. Людмила Елизаровна продемонстрировала опыт использования социальной сети Инстаграм как современного ресурса обучения языкам в дошкольной образовательной организации. И эксперты, и модераторы, и наверняка участники педагогической мастерской номер 4 увидели, что это на самом деле, да, такая педагогическая новинка, которая на сегодняшний день очень актуальна, и стар, действительно, и млад сейчас использует разные социальные сети, в том числе Инстаграм, среди, например, молодежи, среди наших детей является очень популярной социальной сетью, и оказывается, и эту область нашей жизнедеятельности можно использовать в ходе образовательного процесса, в частности, в процессе обучения бурятскому языку. И Людмила Елизаровна показала, как работает учитель с родителями и с детьми, как дети снимают сторис, выкладывают, как они общаются через сеть, какие результаты, какие речевые клише. Нам было очень интересно. Я думаю, что и всем участникам будет интересно, вы можете ознакомиться с этим очень интересным инновационным опытом. На этом у меня все. Я поздравляю всех участников других педагогических мастерских, те, которые заняли призовые места, тем, кому направлены благодарности. Не только вот эти люди, мне кажется, эти люди удостоены определенных, конечно же, наград, а те, которые слушали, мне кажется, тоже очень много интересного и полезного получили для себя. Мне было очень приятно сегодня поработать вот в этой педагогической мастерской. Всем желаю здоровья, благополучия, удач и дальнейших успехов
нашей деятельности. Спасибо, Оксана Александровна, за столь подробный, тщательный анализ работы вашей мастерской. Спасибо. Теперь следующая, последняя, пятая педагогическая мастерская, рабочая программа воспитания, смысл и ценности дошкольного детства. Модератор Пазников Зоя Ивановна. Пожалуйста, Зоя Ивановна. А можно Добрый заставку? вечер. Владимировна. Добрый вечер всем участникам фестиваля. Сегодня наша педагогическая мастерская была посвящена смыслам и ценностям дошкольного детства, где педагоги представили различный опыт работы по разным программам. Прежде всего, хотелось бы отметить, что доклады были достаточно содержательные, конструктивные, что по времени, несмотря на тот богатый опыт, который имеют педагоги, тем не менее они смогли уложиться в те временные рамки, которые были обозначены по регламенту. Хотелось бы отметить, что вот разносторонность интересов наших педагогов, их богатый, успешный такой педагогический опыт находит, конечно же, отражение в результатах успешности детей. И сегодня мы увидели мастер-классы, увидели как раз работу педагогов через иллюстративный материал, через видеоматериалы в области использования здоровьесберегающих технологий, арт-терапевтической практики. Мы увидели работу педагогов, связанную с отдельными какими-то средствами, которые дают возможность реализовать содержание новых образовательных программ, допустим, программы вдохновения, или мы услышали целый опыт, который был освещен вот в докладе нашего участника Чиркина Сергея Васильевича, нашего гостя из Саратовской области. Поэтому, конечно же, с одной стороны, интересы и опыт педагогов разносторонний, и в этом сложность была членов жюри, чтобы выделить наилучшие доклады, выступления педагогов, выделить тот опыт, который, ну, казалось бы, трудно оценить, что один опыт лучше, чем другой, да? Но тем не менее, вот члены жюри пришли к следующим итоговым результатам. Благодарность выражается педагогам, которые являются у нас, с одной стороны, гостями нашего фестиваля. Это Кондакова Ольга Игоревна, которая представляла детский сад номер 4 города Черемхово Иркутской области. Это педагоги, которые представляли детский сад «Лучик» города Балашов Саратовской области, Сауткина Ольга Сергеевна и Черков Сергей Васильевич. Также благодарность выражается педагогам Бурдуковской Ольге Алексеевне, детский сад номер 64, Колокольчик города Улан-Удэ, Юрьевой Наталье Васильевне, детский сад 84, Снегурочка, и Яковенко Наталье Николаевне, детский сад города Кяхты, номер 4, по-моему. Дипломами разной степени члены жюри отмечают следующих педагогов. Дипломантами третьей степени становятся педагоги Потапова Светлана Геннадьевна, средняя общеобразовательная школа номер 38 города Улан-Удэ, это дошкольная, да, у нас образовательное учреждение при школе. Савкина Татьяна Сергеевна и Старостенко Елена Григорьевна, детский сад «Лучик» города Балашов Саратовской области. Дипломами второй степени отмечены выступления Агаян Гаяны Григорьевны. Это педагог-психолог службы сопровождения образовательного процесса дошкольного подразделения Международной гимназии Сколково, город Москва. И Попиловой Татьяны Дмитриевны, ДОУ номер 113, Капитошка, города Улан-Удэ. И дипломом первой степени отмечается мастер-класс выступления Филипповой Надежды Сергеевны, дошкольного образовательного учреждения детский сад номер 1, Теремок, города Кяхта. Ну, вот такие у нас результаты. Тем не менее, я хотела бы сказать, что все участники достойно выступили сегодня
в педагогической мастерской, поэтому я желаю всем новых успехов, новых встреч. И я думаю, что сегодняшняя педагогическая мастерская, в целом фестиваль, дает, ну, такую еще одну стартовую, наверное, позицию для всех педагогов, начать работать с новыми силами, с новыми творческими идеями. Ну и в следующем году, я думаю, что рамки нашего фестиваля расширятся, и мы встретимся с вами еще раз. Будут новые участники, будут новые идеи и новые ценности, которые вы нам представите. Спасибо всем за работу. Спасибо, Зоя Ивановна. Уважаемые коллеги, ну и как бы результатом нашего фестиваля должна быть разработана и выработана нами резолюция. Мы сейчас хотим предоставить проект резолюции. Давайте посмотрим. Резолюция – это рабочий проект. Можно вниз, Аюна Владимировна, полистать? Так, вот посмотрите, да, это рабочий проект. Здесь дан анонс нашего фестиваля. И вот такие как бы предложения. Если у вас есть какие-то дополнительные... Тише. Я говорю. Такие вот как бы предложения. Кафедре педагогики, психологии детства продолжить работу по межрегиональному взаимодействию, позитивному сотрудничеству. Второе предложение, чуть выше. Продолжить работу по ведению и реализации вариативных комплексных образовательных программ современных технологий, способствующих формированию основ здорового образа жизни, экологической культуры, финансовой грамотности и так далее. Содействовать внедрению результатов совместной деятельности педагогов, практиков и научных сообществ в образовательных пространствах дошкольных организаций для обеспечения качества дошкольного образования. И, конечно же, последнее как бы такое предложение, оно всегда у нас актуально каждый год, опубликовать сборник учебно-методических материалов по итогам 6-го межрегионального фестиваля дошкольного образования 21 века. Резолюция, рабочий вариант принят 18 ноября текущего года. Если у кого-то есть какие-то предложения, вы нам, пожалуйста, пишите, звоните. И итоговый результат резолюции, то есть итоговый вариант резолюции будет выставлен на сайте нашего института. Уважаемые коллеги, у нас время, конечно, уже все истекло. Тем не менее, давайте мы с вами завершим. Я хотела бы от имени нашего фестиваля выразить огромную благодарность лично нашему ректору за заинтересованность, за поддержку, о службе технической поддержки в лице Аюны Владимировны, которая вот с нами сегодня была целый день, всем модераторам, работающим на площадках, всем членам жюри, которые сегодня работали на всех мастерских, и, конечно же, всем участникам и всем докладчикам, которые принимали участие. На этом, уважаемые коллеги, наш фестиваль завершает свою работу. Мы еще раз хотим пожелать всем здоровья, успехов, удачи, творческих успехов и пожелать всем принять участие на нашей научно-практической конференции, которая будет в декабре. Мы всегда открыты, пишите, звоните, приходите. И до следующих новых встреч. До свидания, коллеги. Есть у кого что сказать? Если есть возможность включить камеры, включите, помашите руками, включите микрофоны и скажите всем. Спасибо большое за приглашение. С огромным удовольствием принял участие. И надеюсь, что на следующий год мы проведем это мероприятие вместе и сделаем эту информацию доступной дошкольникам всей страны. Ну, хотя бы по примеру методического марафона, который мы недавно провели по программе «Пиктомир», где марафон у нас продлился почти 6 часов без остановки. Были представлены практики. Поэтому я надеюсь, что мы с вами тоже вместе подумаем и сделаем так, чтобы ваш опыт могла увидеть вся страна. Спасибо огромное, всем здоровья, счастья, любви, пусть все у вас будет хорошо. Большое спасибо, Борис. Вы с нами были до конца. Большое спасибо. Еще, коллеги, есть у кого что сказать, выразить какие-то свои Коллеги, слова? большое спасибо за приглашение.
Мы давно вижу, и Раиса Иннокентьевна, вас Да, Татьяна рада вас Николаевна, видеть. очень Спасибо рада за вас видеть. приглашение. Я думаю, что все наши выступления гостей и коллег из республики были очень актуальны, очень интересны. Самое главное, мы, наверное, поделились опытом, что-то новенькое для себя узнали. Не только коллеги, но и мы. Я тоже была практически с начала и до конца. Поэтому до новых встреч. Я думаю, что мы дальше будем обмениваться опытом, и будут у нас какие-то совместные проекты. Спасибо большое. Спасибо, Татьяна Николаевна. Очень рады вас видеть. Уважаемые коллеги, кто еще что бы хотел сказать? Уважаемые коллеги, издательство «Русское слово». Извините за опоздание, но видите, как мы не совпали по времени, но все равно мы выступили. Уважаемые коллеги, вы знаете, я всегда говорила, что дошкольное образование ценно своими личностями, кадрами. И, конечно, вот когда начали говорить о вот этом разнообразном практическом решении, меня это поразило. Вы знаете, насколько широко вы взяли эту тему. Вы знаете, просто низкий вам поклон. Огромное спасибо педагогам, которые двигают это наше дошкольное образование. И его настолько расширяют, вот так верно, радиусно раскрывают и представляют для наших детей вот такую действительно большущую практику использования. Спасибо. Спасибо. Ну что, коллеги, наши руководители, наши педагоги Республики Бурятия, включайте микрофоны. Ладно. Ну, видимо, все-таки уже и вечер, и работа наша подошла к концу. Еще раз, с большим удовольствием хочу выразить слова признательности всем участникам нашего фестиваля и сказать, что он традиционный. Мы всегда готовы сотрудничать с нашими коллегами с Москвы, с Самары. Мы знаем вас, мы работаем по вашим учебникам. Мы с вами всегда будем держать связь. И на этом позвольте нашу конференцию, наш фестиваль завершить. И до новых встреч. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.